Дорогие друзья, остается буквально пару минут до старта. Сейчас подойдут еще несколько человек, и мы приступим. Я прошу вас убрать звук на своих телефонах, чтобы не было неловких каких-то ситуациях. У нас чуть-чуть запаздывает группа из Академии юных талантов. Когда они подъедут, мы сделаем небольшую паузу, чтобы они могли сесть, и далее продолжим нашу встречу. Так, ждем Алексея Фролова и вот 2 человек. Пока еще... То есть, чтобы ось микрофона Плохо слышно, да? Так вот вообще, да. Прекрасно. Ну вот звукорежиссер из Москвы. Потому что когда вы делаете вот так, он смотрит вот сюда, он снимает звук. Спасибо. Видите, сразу пошли мастер-классы. Мне этого очень не хватало. Я вот редко пользуюсь. Во-первых, кто-то должен сесть за стол. Да. Присаживайтесь. Андрей Борисович, пожалуйста, большая просьба, поближе к народу. Да. Регламент у нас такой. Сегодня у нас такой практический будет, практическая такая будет у нас работа на круглом столе. У нас зарегистрировано 10 докладов. К сожалению, у нас выбыл Филимонов Василий Владимирович. Буквально вчера его на скорой увезли, к сожалению, это так. Вот Ирина Владимировна подошла замечательно, да. Приболел. Вот. Регламент у нас выступление с докладом 10 минут. Можно после выступления докладчика задать какие-то свои вопросы. Микрофончики у вас лежат, вы знаете, как с ними теперь работать. Вот. Но в случае чего я могу очень быстренько к вам переместиться и предоставить свой. Я думаю, что мы начинаем. Сегодня наш круглый стол, первый в истории Республики Коми, посвященный авторской бардовской песне. Мы открываем в Национальной библиотеке Республики Коми. И слово для приветствия нашей прекрасной компании предоставляется Марине Валерьевне Паниковой, его директора Национальной библиотеки Республики Коми. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые эксперты, участники. Мы действительно очень рады приветствовать вас на межрегиональном круглом столе «История и перспективы развития авторской песни в Республике Коми». Ну, как указано, встреча наша посвящена столетию со дня рождения Булата Акуджавы. Вообще, Национальная библиотека уже больше 10 лет является площадкой для любителей авторской песни. Это авторы-исполнители, это клубы, это просто ценители этого музыкального жанра. И с каждым годом мы замечаем, что их становится все больше. Это люди разных интересов, возрастов и профессий. И, на наш взгляд, это очень хороший показатель того, что тема интересна и важна. Задуманный ранее проект «Дни авторской песни в Национальной библиотеке», проект совместный с Содружеством клубов авторской песни города Сыктывкара «Созвездие музы», дорос уже до регионального и, наверное, требует какого-то научного осмысления, аккумуляции полученного опыта и наработанных материалов. И очень хочу вам пожелать, чтобы все намеченные на сегодня цели обязательно реализовались, все выработанные перспективы впоследствии осуществились. Желаю вам перспективной, продуктивной работы, ярких идей и приятного общения в рамках круглого стола. Спасибо.
Большое спасибо, Марина Валерьевна. К сожалению, этот круглый стол у нас был запланирован в грантовом проекте, который мы подавали на Росмолодежь, и мы не выиграли. И благодаря Марине Валерьевне и нашему коллективу Национальной библиотеки мы сегодня смогли, на мой взгляд, очень хорошо, качественно подготовиться и принять своих гостей. Ну и начну я с себя, да. Я сейчас буду листать свою презентацию небольшую и комментировать. Хочу сказать, что мое выступление преследует исключительно практические цели, о которых я вам скажу чуть позже. Так, я взяла себе тему «Потенциал проекта «Северная Бард-резиденция» для сохранения, изучения и развития авторской песни в Республике Коми». Это второй проект Национальной библиотеки, который сейчас находится на оценке в Фонде культурных инициатив. Я очень надеюсь, что он выиграет денежку около 1 900 000. Но даже если этого не случится, мы, думаю, найдем возможности реализовать некоторые мероприятия, которые были запланированы в этом проекте. Почему? Все прекрасно. Так. Почему Национальная библиотека так озаботилась проектами, посвященными авторской песне? Я хочу сказать, что уже с 2014 года, как говорила Марина Валерьевна, упоминала, мы реализуем проект «Дни авторской песни в Национальной библиотеке». Это происходило раз в месяц, каждое 4-е воскресенье, кроме летних месяцев. И с 2014 года у нас накопился огромный материал. Понятно, что первые годы, первое время мы не делали ни фото, ни аудио-видеозаписей, но тем не менее на сегодняшний день это более 60 программ осуществлено, 55 у нас есть фотоальбомов и 37 видеозаписей программ авторов-исполнителей Сыктывкара и гостей проекта. Это авторские программы и тематические программы. Понятно, что звук там разный. И понятно, что здесь, конечно, необходима работа звуковика, звукорежиссера. Вот. В проект, который мы направили на конкурс, заложены в том числе курсы на получение образования или повышения своих компетенций в этой области для руководителей, звукорежиссеров, клубов авторской песни Республики Коми. Как вы видите, все наши материалы аккумулируются в группе ВКонтакте. Но это тоже не очень серьезно. Хотелось бы для такого огромного материала найти более подходящее и надежное место. Что нам еще интересно с точки зрения Национальной библиотеки? Наш функционал – это сохранение. Национальная – это краеведческий материал. И кроме того, мы еще научная библиотека. То есть мы сохраняем, изучаем. И еще, кроме того, мы публичная библиотека. Продвигаем традиции, культуру нашего региона широким аудиториям. Как вы видите, что кроме деятельности нашей библиотеки, на площадке которой соединяются усилия Содружества клуба авторской песни города Сыктывкара, авторов-исполнителей в различных программах, существуют еще другие авторы-исполнители по всей Республике Коми, имен которых я вполне себе допускаю, даже не слышала. Кроме того, есть такие же клубы любителей авторской песни, которые занимаются творчеством, и тем не менее мы о них тоже ничего не знаем. Существуют фестивали, конкурсы, но нет какого-то объединяющего начала, где бы могли аккумулироваться усилия всех участников этого процесса. И
чтобы была площадка, где могли бы обмениваться опытом, учиться друг у друга и изучать все те материалы, которые есть, и архивы, которые есть у каждого автора-исполнителя и клуба авторской песни. Кроме того, есть огромный пласт ретроспективных материалов, о которых мы тоже мало что знаем. Летописец авторской песни Республики Коми Ирина Генриховна Конова, она, конечно, очень много усилий прикладывает для изучения этого вопроса, истории развития авторской песни в Республике Коми. Но я думаю, что эти усилия, они все-таки сравнимы с вершиной айсберга того, что, собственно, могло бы быть. Или я не права? И у нас возникла, как у национальной, научной, публичной библиотеки идея разместить архив авторской песни Республики Коми в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Как вы видите на представленном слайде, в ней уже размещена масса коллекций, не хватает только нашей песни «Северной земли». Мы так планируем назвать этот архив. Что предстоит? Это игра в долгую, потому что, как я сказала, мы находимся с вами на вершине айсберга. То есть все, что размещено у нас ВКонтакте, на Ютубе, в наших каких-то открытых публичных источниках, да, мы это можем найти, обработать и, заключив авторский договор, разместить в Национальной электронной библиотеке. Но масса авторов, исполнителей, масса архивов клубов любителей авторской песни Республики Коми ушла в никуда. И наша задача, вот такая амбициозная, все-таки найти следы, найти, где они находятся, эти архивы, все-таки их каким-то образом получить в библиотеку, обработать, атрибутировать. И, конечно, здесь, безусловно, работа экспертного сообщества незаменима и требует вся вот эта работа огромных научных исследований. И, конечно, прекрасно, что подключился и Сыктывкарский государственный университет, и люди, которые занимаются непосредственно практикой этой деятельностью, руководители клуба авторской песни, авторы-исполнители, люди, которые профессионалы, занимаются авторской песней с молодежью, с подрастающим поколением. Я думаю, что всеобщими нашими усилиями мы можем достичь поставленных задач, то есть объединиться, создать ресурсный центр на базе Национальной библиотеки Республики Коми. Ресурсный центр при выигрыше гранта сможет обеспечить себе студию звукозаписи, студию, где можно проводить оцифровку всех этих архивных материалов при помощи экспертов и таким образом пополнять электронную библиотеку Республики Коми. Первый этап – это вот то, что у нас сейчас есть ВКонтакте, архив. И другие этапы, они могут развернуться на десяточек лет, я так думаю. Ну, как вы видите, вот такие вот задачи проекта, о которых я, собственно, уже сказала. Ну и, собственно, поскольку авторская песня имеет очень большие традиции непосредственно нашей отечественной культуры и региональной, конечно, прекрасно, что сейчас вот и Академия юных талантов этим занимается, и гимназия имени Пушкина этим занимается, и Сыктывкарский государственный университет. То есть есть некая преемственность, и я вижу большие перспективы вот именно в развитии, поступательном развитии и популяризации этого прекрасного жанра, поэтического в большей степени, среди молодежи Республики Коми. Я думаю, что этот проект и архив песни «Северной земли», он может нескончаемо пополняться, скажем так. Вот я накидала мероприятия, которые
Собственно, независимо от того, выиграем мы грант, который сейчас находится на оценке экспертов или нет, я предлагаю вам познакомиться с 4 мероприятиями, да, которые мы планируем на 2024-2025 год. И уже взвесить свои возможности, которые, я думаю, безусловно, у каждого из вас есть. Принять участие либо в том, либо в другом мероприятии, либо во всех. По итогам нашего круглого стола мы планируем выпустить сборник. Он будет размещен в Национальной электронной библиотеке. Каждая из ваших статей будет подтверждена договором авторским, чтобы ваша статья была доступна для широкой аудитории. Мы планируем выпустить сборник к декабрю этого года, 24-го, и презентовать его в день бардовской песни 22 декабря широкой аудитории, как раз решая задачу популяризации, да, нашего направления. Также вот предлагаю организовать еще один фестиваль, но который объединит уже, наверное, всех участников, и сделать его тематическим. То есть у нас сейчас 24-й год, год семьи. Вот он будет посвящен году семьи. Следующий год мы пока не знаем, но я думаю, у нас такие творческие люди и такой огромный репертуар, что мы можем справиться с любой задачей. Площадку предлагаю здесь, в Национальной библиотеке, или любую другую площадку. Это может мигрирующий такой быть конкурс. И я бы хотела предложить на следующий год, тоже примерно вот в это же время, провести уже республиканскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы изучения северной авторской песни в контексте современного образования, истории и культуры». Как раз хотелось бы на ней услышать непосредственно об архивах, персоналиях, истории, каких-то интересных фактах и увидеть людей, которые всерьез и надолго готовы заниматься этими вопросами, вопросами изучения этого жанра в Республике Коми. И также мы планируем выпуск сборника материалов конференции и размещение в открытом доступе в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Так. Как вы видите, здесь прекрасный снимок 22 декабря 2023 года. Мы положили уже традицию празднования Дня бардовской песни. Большое спасибо Ирине Генриховне, Академии юных талантов. Замечательной была программа. Я думаю, что такие программы должны продолжаться, и они тоже войдут в наш аудиоархив или видеоархив «Песни Северной Земли». Большое спасибо за внимание. Я, по-моему, перебрала со временем. А Ирина Генриховна меня не останавливала. Да. Пожалуйста, вопросы, если есть. Вопросы можно обсудить на кофе-паузе 2 часа или потом в режиме работы круглого стола. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Сегодня у меня 2 небольших доклада. Буду рада выслушать и ваши вопросы, так как, собственно, тема, которую мы поставили не так давно в нашу программу, уже после того, как программа практически была сформирована, это северный текст авторской песни. Появление этого доклада связано с тем, что есть необходимость определиться и с названием, и с определением, собственно, общего взгляда. И причина еще и в том, что интерес к этой теме действительно отовсюду. Это и образовательные программы «Профильная смена Академии юных талантов». Это отдельный курс для студентов-магистров по изучению текстов авторской песни и современных анализа текстов песен, подходов, отработка методологии, анализа текста авторской песни в их современном восприятии. Это сообщество педагогов авторской песни, которые регулярно между собой
общаются, это авторы, которые приходят на фестиваль, и вот эти диалоги, все это возникает, большой вопрос. Первый вопрос такого теоретического склада, возможно, мой вопрос больше проблемный, мой доклад, поэтому, может быть, еще есть необходимость сделать несколько уточнений, потому что, конечно, разговор об авторской песне, там, о тексте авторской песни, о его составляющих, это, естественно, разговор больше, может быть, и научный, но здесь нужны широкий круг и людей, которые занимаются этой темой, и те, которые внутри, и те, которые ее изучают, потому что взгляд нужно объединить и внутренний, а нам-то понятно, где коды, где пресуппозиция, да, нам-то как бы изнутри понятнее, ощутимее границы этого жанра, несмотря на то, что ответа, как говорит Александр Николаевич, все еще нет. Да, вот он 22 декабря, когда выступал, он говорит, ответа, вечный вопрос об этом жанре, имеющий такое странное название «авторская песня». И все-таки, чтобы мы могли внешнюю позицию определить, то есть для людей, которые это изучают, для тех, которые об этом будут говорить, исследовать, сопоставлять, вводить в круг вопросов, потому что вот в библиотеке еще нет раздела «авторская песня». Вот мы говорили, рок-поэзия уже выделена, рок-музыка выделена, но вот все пока авторы-исполнители находятся в разных своих локациях, да, внутри библиотеки, даже если говорить о проблеме рубрикации. Ну, а вот разговора, собственно, о северной авторской песне. Вообще, если говорить так научно, у меня вот для публикации, может быть, будет более расширенный там с цитатами представлено. Мне бы хотелось просто прокомментировать ряд вопросов. Вообще вот этот локальный текст, городской, региональный. Вот мы едем на фестиваль «Берега Невы», петербургский, да, текст авторской песни, или московский текст авторской песни. То есть появляются какие-то вот эти локальные сообщества, которые, конечно, помогают вот эту теорию пространства, вокруг нее выстроить разговор о том, как, что, кто поет. Ну, возникает тогда вопрос, что такое северные тексты? Может быть, это слишком широко. Мы вот думаем песни северной земли, и все-таки мы видим некое родство уже в анализе текстов северных, что есть для исследователя необходимость изучить и интонацию, и тему. То есть это может быть и песни, созданные авторами, рожденными на севере, и песни, которые написаны о севере. То есть такой субъективный образ восприятия, переосмысления пространства, то есть восприятие севера как философского текста с такой отличительной чертой, разомкнутость, отсутствие границ, как некую среду для системы вот таких, может быть, знаковых, семиотических исследований. То есть вот это конкретное пространство, естественно, возникает вопрос, что мы анализируем, то есть какие это тексты, где вот этот подбор этих текстов, о ком мы говорим, вот этот список имен, это все вот вопросы, проблематики для, конечно, дальнейшего изучения. То есть если мы выделяем вот этот концепт севера, северные песни, северные авторы, да, то говорить о том, что, собственно, внимание уже классической авторской песни было к северу, по работам Кормильцева, вот Высоцкого 17 северных городов, упоминаются у Городницкого целый цикл песен на севере, обращенных к постижению этого концепта. В творчестве Городницкого, вот доктор филологических наук Нечипаров из МГУ говорит о песнях, которые стали очень народными. Естественно, можно продолжать этот разговор, потому что вот этот аспект, вот способность, может быть, человек, который преодолевает трудности своего быта, уроки северной жизни, люди севера, природа. И это не обязательно все должно быть связано только с землей, но подспудно есть некая линия, которая все равно, она вот это, не знаю, ближе, может быть, к какому-то дыханию холода, где чем холоднее, тем теплее внутри, не скажешь так, но вот это вот чувствование бессмертия внутреннего, оно бывает отражается в некоторых песнях особенно остро. И вот какие-то, это и сдержанные эмоции в словах, и некая лирика, какое-то, может быть, ощущение общей вины, потому что северные песни — это всегда и тексты. Вот «Перелетные ангелы летят на север» — это разговор о трудной истории, о трудном времени, о вот этой системе, которая здесь север создавала и одновременно судьбы людей объединяла. Конечно, когда мы говорим об истории этого движения, о книге, которая еще не написана, но просто просится уже из рук, это, конечно, что, когда появлялось здесь, на севере. И здесь много точек, и вот текст, который на экране 1974 года, тогда еще не было клубов авторской песни, но
уже песенка об Инте, приезд, это вот второе будет сообщение Булате Акуджаве, он становится таким каким-то вот встречей с авторской песней 50 лет назад. А затем первое фестивальное движение появилось в 1979 году. Есть всего несколько статей от Марины Щербининой и публикации, которые вышли в журналах, в газетах об этом клубе, просуществовавшего до 1985 года. Но в дальнейшем члены этого клуба, они, так называя себя, продолжают петь песни, которые были созданы в этом кругу. История архива, собственно, клуба «Крещендо», она не является сегодня доступной для изучения, передана для Сыктывкарского университета. История первых 5 фестивалей, она оцифрована Борисом Трубецким в Москве и переведена в цифру для того, чтобы можно было понять, что за песни здесь звучали на фестивалях у студентов. Но все остальное, это приезды гостей, все это осталось вот за рамками вот доступности изучения. Затем клуб «Баллада» в Иркутинске, который возник в 1981 году. Есть даже официальная дата 19 октября 1981 года. И тоже архив, который был, ну, как бы сказать, уехал, да, из клуба, хотя мы надеемся, что, конечно, есть любители, архивисты, которые сохраняли копии, записи, и все это, возможно, есть и, возможно, еще, да, для изучения, для того, чтобы песню вернуть для поющей современной молодежи. Ну, наверное, я хотела бы сказать о том, что вообще, если говорить об истории архивов, это, наверное, нужен отдельный разговор, кроме авторов, потому что клуб «Параллель», существовавший в Сыктывкаре, он тоже остался без своего архива по ряду причин, которые озвучивали председатели, хотя у них был выпущен уникальный сборник, единственный сборник нотный композитором Цыганковым. Туда вошли нотные издания песен Вячеслава Кушнира, песни Ольги Шалаевой и других авторов Севера. То есть уже первая заявка, и там, знаете, написано «выпуск 1». То есть предполагалось, что в этом сборнике будет еще песни, но второго выпуска уже некий центр «Зимник», тоже существовавший в 80-е годы, видно, уже издать не смог. Поэтому современные архивы – это практически любители жанра, люди, записывающие, выставляющие в интернет-пространстве. К сожалению, был большой, очень утерян еще один архив цифровой, хотя так надеемся, что, может, цифровые архивы как-то существуют. Это большой архив фестиваля Ухтинского, фестиваля «Крахаль», где много лет собирались авторы, приезжали как из России, так и приезжали вот сообщество, такое музыкальное сообщество песенное приезжало на фестиваль, но он существовал в интернете, однако ссылка не работает, и, возможно, доступа к ним уже нет. Возникает вопрос вообще персонализации, то есть какие-то песни, авторы. Это различные записи уже существующие, диски, Владислав Можайкин, Дмитрий Сиротин, Воркута. Это изучение самих текстов. Нет ни хрестоматии. Мы понимаем, что для того, чтобы появились такие тексты для библиотеки, нужны договоры с авторами, либо с теми людьми, кто может стать правообладателем, да, преемниками. Наверное, нужно сказать о том, что вот я говорила о песенке об Инте Булата Акуджавы. Действительно, вот в 1974 году приезд Булата Шаловича стал таким своеобразной, не знаю, как бы сказать, своеобразной такой встречей с автором. И даже если говорить о приезде, его известно, что были записи на ЛПК, были встречи, но кроме журнальных статей пока для разговора ничего нет. И, конечно, вот завершая свой такой краткий доклад, мне бы хотелось сказать, что, наверное, северный текст авторской песни действительно как текст не столько локальный, сколько вбирающий в себя и интонации человека здесь живущего, и как-то направленный на, наверное, на осмысление вот вопросов жизни человека и на севере. Но мне кажется, что тематически он должен быть более широким. Это и люди, пишущие самые разные песни на разные темы. Вот, наверное, такой
Спасибо за внимание. Буду рада услышать ваши вопросы. Наверное, нет вопросов, да, пока думают. Хотела спросить, песни Севера, они вот именно вас интересуют то есть того времени или современные тоже? Да, да, конечно. Надо проследить. И те, которые писались, и классические песни, и то, что сейчас звучит. То есть что поют люди, пишущие сегодня, о чем поют, Ну, то есть, кто эти авторы. Да. То есть есть авторы. То есть нужно проследить от и до. Нет, есть у нас авторы сейчас уже более современные, которые тоже пишут о Севере. Вот, допустим, у нас в Печоре. Я знаю, что у нас вообще очень много авторов для нашего маленького городка. Вот. И очень хорошие песни ведь есть. Мы можем, ради бога, с вами поделиться, если вам надо. Я Да. думаю, они мне не откажут, и вам тоже. Да, действительно, они вот на фестивалях звучат, и, наверное, да, есть вот, продолжая разговор с Екатериной Ивановной, я хотела сказать, что действительно, чтобы они могли быть доступны не только в общении вот между нами, но и могли к ним обратиться желающие услышать, выучить или просто послушать, да, пригласить человека. Мгм. Я знаю, что был проект годовой Центра народного творчества, где у них была идея собрать авторов, сделать их авторские такие очень самобытные концерты, и потом эти концерты сделать доступными для слушателя и, может быть, даже помочь авторам выезжать, быть услышанным. Вот, я знаю, что такой проект был, вот не знаю только дальнейшую судьбу этого проекта. Вот у нас есть Ирина, может быть, если что-то потом дополнит, будем рады тоже знать. Спасибо за вопрос. Мгм. Так, спасибо, Ирина Генриховна. А сейчас я хочу пригласить Потапову Евгению Борисовну. Пожалуйста. Да. Евгения Борисовна Потапова, заведующая отделом национальных культур народного творчества «Досуг», город Печора, Республики Коми, фестиваль «Свежий ветер» республиканский. Знаете, я почему-то всегда вызываю улыбку и хорошее настроение, даже когда на сцену выхожу. Ну, бывает, да. Да, здравствуйте всем, меня зовут Евгения Потапова. Я, скажем так, организатор, руководитель фестиваля бардовской песни «Свежий ветер». Я первый раз, честное слово. Все. О. Самый первый фестиваль у нас проходил, то есть начался он с 2008 года и проходил в Центре досуга и кино. Это был кинотеатр «Горький». Даже не было сцены у нас. Но понятное дело, что этот фестиваль я не одна придумала. Ко мне подошел Максим Лютых, которого знают многие, наверное, сейчас как руководителем очень хорошей студии. Воспитывает, как говорится, учеников. Очень много у него хороших деток. Вот. И он просто сказал: Женя, у нас в городе нет такого фестиваля. Давай что-нибудь придумаем. Я говорю: давай. Мне очень интересно было на тот момент. Значит, на участие в фестивале поступили, конечно, заявки от авторов-исполнителей, любителей бардовской песни и просто романтиков. На самом деле у нас наш самый первый фестиваль, на нем были одни авторы. Не было даже исполнителей, то есть одни авторы. Вот они пишут песни, и у нас очень долгое время фестиваль держался на авторах. По окончании первого дня был объявлен, кстати, у нас конкурс на девиз фестиваля. И на второй день у нас появился свой девиз, который работает до сих пор. И я всегда со сцены начинаю, там, если приезжают к нам новые исполнители, вот сейчас, по крайней мере, на республиканские стали приезжать, я все-таки от них прошу, чтобы они вспомнили, где романтики живут, друзья. Гитара звонкая ответит: Печора, фестиваль, весна, здесь дует.
Ай, вы мои хорошие, спасибо большое. Да, совершенно верно. У нас даже появилась песня, посвященная свежему ветру, вот самой первой встрече. Ее написал наш автор Алексей Власов. И на следующий год она уже звучала, то есть мы ее пели. Оценивали этот жанр поэтически нашего музыкального фестиваля гости из Сыктывкара. Конечно же, вы многие их знаете. Ирина Конова. Да, на тот момент она являлась художественным руководителем клуба авторской песни «Созвездие музы». Юрий Беляев, Алексей и Наталья Фролова к нам приезжали. Также в последующие годы к нам приезжала и Марина Щербинина, и Евгений Петушок приезжал к нам, и Анатолий Ватиков, который, вы знаете, вот с большой теплотой вспоминаю этого человека, какие песни он, какой просто человечище вот огромной души. Значит, еще к нам приезжал, вот как раз вы сегодня говорили о Крахале, фестиваль в Ухте, Сергей Шаркунов. Он на тот момент был руководитель вот творческого объединения вот этой авторской песни, и он к нам приезжал познакомиться. То есть, ну, это уже не первый, это уже, наверное, второй по счету или третий фестиваль. Он познакомиться хотел с нашим фестивалем, ну, чтобы, как говорится, наладить контакты. И к нему, кстати, ездил наш участник Алексей Власов и на тот же самый, то есть навстречу. К пятилетию нашего фестиваля мы все-таки придумали наш логотип какой-то, чтобы, потому что вот фестиваль, а логотип это уже как-то уже по такому по-серьезному. Значит, на пятом фестивале у нас не было конкурсной основы. У нас практически все участники, которые были, значит, на этом юбилейном фестивале, они просто получили наши какие-то небольшие презенты, подарки и просто номинации мы им давали. Ну и понятное дело, что у нас, простите, я уже перелистнула, нас оценивали, опять же, наши гости из Сыктывкара. Большое огромное спасибо, что вы у нас есть. Я уже не помню, как я на вас вообще попала. Ну, как-то, наверное, думаю, Максим Лютых помог. Да, у нас 3 года не было фестиваля с 2013 по 2015. Ну, по разным причинам. Но вы знаете, многие, то есть участники спрашивали: Евгений, фестиваль-то будет? То есть я понимала, он им нужен, они его хотят. То есть они, авторы вообще живут этим. Им надо где-то вот исполнять свои песни новые написанные, да. И вот, да, хотела поговорить о нашем авторе Алексее Власове. Очень прискорбно, что в сентябре 2013 года его не стало. Это у нас, я не знаю, я считаю, самородок нашего фестиваля. У него были очень, пускай длинные, но очень интересные строки, песни. Он самый первый пришел вообще на наш фестиваль. Он организовал в городе даже свой какой-то вот такой клуб любителей самодеятельной песни, то есть авторской песни. Он приезжал и к вам на Сыктывкарские костры. Ему была интересна эта тема, он хотел развиваться. Он, то есть и в Воркуту он тоже ездил, знакомился с бардовским клубом их, да. То есть после него осталось очень много интересных песен. У нас есть группа, в которой даже есть его песни, которые я смогла туда выложить, да. Вот. Есть диски. Вот, кстати, да, «Свежий ветер», посвящение фестивалю. Вот это 2008 год, после первого фестиваля нашего. Он написал. Вообще он работал в порту, Печорский речной порт, поэтому тут вот такие как докеры, это у него по работе. Значит, вот 2009 есть альбом у меня, ну и еще 2013. Тоже очень много песен о севере, о Печоре, о людях, живущих на севере. В 2016 году
Вот. У нас состоялся таки 6-й фестиваль через 3 года. Состоялся в городском объединении «Досуг», в котором оно сейчас по настоящее время и проходит. Участники не могли, конечно, скрывать радости от встречи на фестивале друг с другом, во-первых. Во-вторых, ну, понятное дело, я тоже летала от счастья. Да, фестиваль, детище мое, мой рюкзачок. Кстати, вот там, по-моему, Татьяна Фатхиева, это из Сыктывкара девочка, приезжала к нам. У нас не так-то часто было, но все-таки приезжали участники из Сыктывкара, чтобы принять, ну, то есть поучаствовать в фестивале. Я думаю, они потом, наверное, рассказывали много чего. К нам еще приезжала, ой, сейчас не помню, она наша печорская девочка, Ярослава Осипова. Осипова — это девичья фамилия. Вот. Что мы можем сказать дальше? Вы знаете, 6-й фестиваль я решила немножечко, скажем так, поимпровизировать. И вообще фестиваль проходит у нас в 2 дня. Первый день конкурсный, значит, после этого, после прослушивания жюри совещается, а второй день у нас гала-концерт, на котором, ну, как сказать, лучшие из лучших поют, играют, ну и также выступают наши члены жюри. Мы сделали вот как. Прошел вот это прослушивание. Единственное, нам повезло. У нас не так много было тогда участников, наверное, 30 или 33. Вот сейчас у нас было 47 на республиканском фестивале. Да? Вот. Жюри ушло посовещаться, и вот я придумала такую вот песню у костра. Все участники собрались на сцене, мы зажгли костер, который шумит неимоверно. Вот. И они просто общались на сцене, участники, общались, разговаривали. Ну, понятное дело, я там была, говорю, а может быть, допустим, вы, Елена, что-то исполните нам. Она, что не исполню? Исполню. Очень интересно, говорит, все играют на гитаре там 6, 7, 12 струнной, а вы когда-нибудь играли на гитаре без струн? Вот, понимаете, зрителей мы держали. Ну, зрители, мы всегда, кстати, на наших фестивалях общаемся, стараемся общаться со зрителями, то есть чтобы они были включены в наш разговор, диалог. Вот. Она перевернула гитару и спела песню. Говорит, вот так вот можно, оказывается. Так, ну я с большой любовью могу говорить о своем фестивале, о членах жюри. Мы всегда стараемся кого-то привлечь, не только наших печорских, да, привлечь из приезжих жюри, потому что, ну, говорят, свои могут не так правильно жюрить, да, может быть, там по знакомству и так далее. Поэтому вот нам посчастливилась как-то такая случайность. Вот Шутова Елена приехала из Кирова, и она помогала нам вот этот вот фестиваль оценивать. Кстати, Беляева Любовь Юрьевна у вас сейчас тоже в городе работает. Она ведет классы гитары. Она наша печорская, они переехали сюда в Сыктывкар. И вместе с ней тоже вот Любовь Юрьевна, вот, кстати, она стоит вторая, тоже принимала участие как член жюри, оценивали наших конкурсантов. Следующий фестиваль, это у нас 2017 год. Вы знаете, что с 2017 года у нас фестиваль прям помолодел. Если у нас очень много было взрослых участников, то сейчас у нас прям очень-очень много было молодежи. Цинь-день, ваше время истекает. Все, я же говорю, говорите нам. Нам интересно, просто ускориться и о перспективах очень хочется. Ну ладно, давайте я просто промотаю. Каждый фестиваль у нас разный. Ну, 2 в одном, да, получается? 2 доклада в одном. Ну да. Ну, Ну, я уже все перемотала. Ладно. Вы знаете что? Что я могу сказать о своем фестивале? Давайте, ладно, не будем по бумажкам. Мы очень просто хотели, чтобы на наш фестиваль приезжало очень, побольше было участников из других городов, краев, областей, да, чтобы на нашем фестивале было, как говорится,
больше других участников, с кем можно было пообщаться, поделиться опытом. Ну, в 2022 году наш фестиваль включили в основной план республиканских мероприятий. И в 2022 году нам все-таки дали статус республиканский. Ну, понятное дело, мы пишем о своем фестивале, мы говорим о своем фестивале. Больше, конечно, пишу я. У нас есть группа ВКонтакте «Свежий ветер», фестиваль бардовской песни «Свежий ветер», в котором, в общем-то, я собрала историю нашего фестиваля, то есть начиная с первых, то есть с чего мы начинали и что сейчас у нас происходит. Так, что еще? Я стараюсь, конечно, поддерживать наших авторов-исполнителей. Вот даже сейчас я не знаю, с чего начать. Ну, было такое, что у нас фестиваль проходил в 2 этапа. Это дистанционный и очный. К нам даже, то есть участники, мы их оценивали со сцены, также члены жюри оценивали их записи. Это видел даже зритель. Вот. И первый республиканский был у нас в прошлом году. Была 41 заявка. Приезжали из Сыктывдинского, Ижемского, Усть-Цилимского, Сысольского районов, Сыктывкара, Воркуты. В этом году у нас тоже были участники из других регионов. Очень хотелось бы, чтобы их было побольше. Ну, хотелось почему? Ну, я не знаю. И здесь же есть те, кто были на нашем фестивале, да? Ну, участники даже. Ой, кто-то там есть, вижу. Но вам вообще понравилось? Вот так вот. У нас очень теплая, уютная атмосфера в зале. Мы стараемся, чтобы это не было официозно, да, мы стараемся как-то как в домашней уютной обстановке, чтобы всем было уютно, удобно петь, то есть рассказывать песни под гитару. Ну, я считаю, что фестиваль наш является важной частью также и культуры художественной самодеятельности нашего города, но я думаю, что республики. Полагаю, не бросать это дело. Это фестиваль любимый. Мы специально даже разрабатываем свои статуэтки, которые на нашем фестивале вот именно вот дарились бы и дарятся лауреатам фестиваля. Ну и, конечно же, у нас есть своя история. Мы ее рассказываем также помимо того, что на нашей группе контакта на сайте ВКонтакте, вот, мы ежегодно делаем выставки с других фестивалей, да, то есть это наша история такая, скажем так, на выставке. Ну и, конечно же, мы не забываем наших классиков, мы знакомим молодежь с авторами, исполнителями, вот. Ну, в общем-то, я все сократила, я растерялась. Вот. Но если у вас есть вопросы, задавайте. Кстати, Екатерина Ивановна, я хотела бы вам подарить вот такой вот значок, тот республиканский фестиваль, конкурс авторской песни. На память от нашего Спасибо, вас так невозможно забыть. Да? Спасибо большое. Вообще эти значки мы дарим всем новичкам нашего фестиваля. Даже в этом году приезжали ребятки, которые были новые. Мы тоже вот как чтобы не частичку от нашего свежего ветра забрали. Ну, если у вас есть вопросы, задавайте. Евгений, что так скучно? Задавайте. Екатерина. Евгения Борисовна, я хотела уточнить, правильно ли я поняла, что весь архив вот вашего фестиваля «Свежий ветер», он сконцентрирован тоже в группе ВКонтакте? Ну, То не есть аудио, видео, тексты стихов, все есть, Нет, да? кроме текстов стихов. Тексты стихов у меня в папочке хранятся. Да. Ну, у вас огромное богатство. Я вот как человек с библиотечным образованием и библиотечным мышлением, мне вот прям хочется к вам попасть
и порыться в папочках. Я хотела сказать, что нужны либо авторы, либо наследники, если они, к сожалению, уже ушли, архивов их и творчества, чтобы сделать публичным, скажем, достоянием и разместить вот в электронной национальной библиотеке в коллекции, Мгм. нужны контакты наследников, Все понятно? авторов и заключать договор. То есть Все вот я понятно. предлагаю вот в этой связке поработать, если есть такое желание. И вот у Алексея Власова, вот я поняла, 3 диска уже готовы. Та же Э, самая история, то есть это студийная запись, я правильно понимаю? Ну, своя студийная запись, да, Мгм. вот насколько это вообще возможно Вот. было у нас в Печоре записать. И у нас и эти даже диски, они у нас на нашей выставке все выложено. То есть в этом году просто я еще иногда выкладывала его тексты Мгм. песен, вот написанные. Вообще, вот мне спасибо большое и Алексею, и Ирине. Вот они мне сразу сказали: Женя, если у тебя будут авторы, обязательно. Ну, это самый первый, это я же еще не знала что-то, совсем только начинала, да. То есть у меня все авторы, я говорю, самое первое, это мне текст с вашей песни. То есть все тексты у меня собраны. Очень много на самом деле. Ну, это очень здорово. Прям Да. Я они думаю, что, возможно, большую работу сделали, важную, да. и они специально. Я от большой любви просто. Спасибо большое. Спасибо Ну, большое. раз. Можно еще вопрос, Евгений Борисовна? Да. Вот здесь просто написано было опыт работы и проблемы отборочных конкурсах и работы жюри. Очень интересно было бы услышать просто. Ну, смотрите, члены жюри, вот как я говорила уже, да, мы обращаемся к тем членам жюри, то есть приглашаем тех, кто именно занимается авторской песней. Но это понятное дело. Другие просто ничего не поймут на фестивале. Отборочные. Как мы ведем отборочные? Вы знаете, а, я приглашаю, то есть комиссию, которая смотрит, слушает это, исполнителей, да, но если очень-очень мало мы отсеиваем, мы даем им, давали раньше, по крайней мере, всем попробовать себя на сцене, выступить, то есть дать им какой-то опыт исполнительского мастерства на сцене перед другими и других послушать. Последнее время мы стали на наших отборочных турах уже немножечко отсеивать тех, которые совсем-совсем слабые. Ну, то есть, либо я еще работаю с... Вот наши печорские, понятно, им попроще, потому что я еще дня 3 приглашаю их, они репетируют на сцене, пробуют себя, чтобы как-то вот почувствовать, ну, более комфортно. Те, которые к нам приезжают, конечно же, у них вот только единственный день. Единственный день – это вот в субботу они приехали, и с утра до фестиваля мы пускаем их на сцену, но я тоже даю им по максимуму, насколько это возможно, полчаса, допустим, для коллектива большого, чтобы они попробовали, послушали звук и так далее. А как мы отбираем участников приезжих из других регионов, краев, как говорится, областей? Ну, у нас в положении все написано, что мы, значит, они присылают видео со своими песнями, мы прослушиваем, ну, просматриваем. И, как говорится, вот у меня, понятное дело, нет таких профессионалов больших. У меня хормейстер, который слушает, да. Я приглашаю Третьякову, она у нас ведет класс гитары и домры в детской школе искусств, ну, человек, который, по крайней мере, да, с музыкальным инструментом на «вы». Ну и нас на «ты». Да? Неправильно сказала? Ну, ладно. Вот. Ну и нас человека 3-4, мы всех прослушиваем, ну и вот. А как мы работаем с жюри? Очень хорошо. А как мы работаем с жюри? Очень хорошо. Понятное дело, мы же с ними связываемся, мы обсуждаем. Очень важный вопрос. Я думаю, что мы не уложимся в какой-то короткий промежуток. Я предлагаю перенести его обсуждение на после кофе-паузы, после 2 часов. На формате круглого стола.
Спасибо большое. Я бы еще говорила бы и говорила бы. У вас будет еще такая возможность. Мы еще не расходимся. Да, сейчас у нас онлайн-выступление из Казани. Гаранин Владимир Александрович. А, да, добрый день. Да. Тему, скажем, проблемы популяризации, так, подводные камни подготовительного этапа международного конкурса бардовской авторской песни среди людей с инвалидностью в городе Сыктывкаре. Об этом фестивале мы все слышали, и теперь хочется узнать подробности. Спасибо. Слушаем внимательно. Я просто вангую.
Он не только пишет детские песни, но и взрослые. Михаил Боярский поет и так далее. То есть вот такой привлекательный, да, момент. Люди, которые приезжают на конкурс, они могут воочию увидеть людей, песни, которые знают с детства, поют их, Сергеева особенно, там вот у нас участники были, которые много лет пели, а потом увидели его воочию, общались, подружились. Вот один такой момент был. Значит, в жюри обязательно медийные люди. Ну, и разные направления, не только, так сказать, поэты, барды. У нас вот есть Назарова, она режиссер театра «Жест» из Великого Новгорода. Замечательный режиссер, который ставит инклюзивные спектакли. Знаменитая Ольга Сосновская у нас в жюри. У нее, конечно, академический вокал, но какие-то эти моменты, связанные с исполнением, это тоже нужно как бы учесть, да, потом подсказать. И она тоже очень прониклась этим направлением. И Ольга Александровна у нас все годы с нами. И в этом году тоже, дай бог, будет. То есть вот такое разное жюри, которое вот воспринимает, дает мастер-классы обязательно. Вот. Межрегиональный статус, он что, подразумевает, что вот приезжают люди из разных городов России. Естественно, там мы не участвуем в отборе как таковом, потому что там региональные организации сами находят людей, но у нас есть проблемы с республикой, особенно в этом году. После того, как у нас участники становятся лауреатами, дипломантами, да, разъезжается, как бы, вот, знаете, за голову затихает их деятельность творческая, хотя хотелось бы, наверное, да, где-то на каких-то праздниках, чтобы они участвовали, чтобы их видели, чтобы их привлекали, не знаю, в дома культуры, может быть, в филиалы вот, библиотек. Бывает много праздников, а песни бардовские, они ведь на разные темы. Как-то вот хотелось, чтобы обращали внимание на людей с инвалидностью, они очень замечательные исполнители. Есть уникальные буквально. Вот у нас Анна Дорошкова из города Воркута. Все играют под гитару, она приехала с арфой, с электронной. Представляете, очень оригинальные песни исполнила. И замечательный Андрей Овсянников из города Ухта, да, Светлана Колотенко из Печоры. Наверное, вот даже, я думаю, что она и в «Северном ветре», да, участвовала наверняка, потому что у нее очень уникальный такой интересный тембр голоса. Хотелось, чтобы люди эти были в обойме, чтобы они участвовали в мероприятиях. И, может быть, даже вот если где-то участвуют в каких-то вот таких, в обычных, скажем так, да, фестивалях и конкурсах, может быть, подсказывать, что есть такой вот у нас, можно сказать, уже ставший брендом города Сыктывкар, да, конкурс межрегиональный «Струна и кисти вечный перо». Теперь он носит имя Александра Лобановского. Гала-концерт проходит у нас на такой, можно сказать, центральной сцене города Сыктывкар. Это в театре Савина. То есть, видите, все обставлено очень здорово. Знаменитые люди в жюри, хорошая сцена, отборочный этап и проживание в центре Югор. Знаете, тоже такой знаменитый центр, да, в городе Сыктывкар, где очень все удобно и людям с инвалидностью, и на коляске можно, и другие. У нас и незрячие люди приезжают, то есть все, у кого душа поет, как говорится, они проживают там, и отборочный тур проводится для них, и, так сказать, и питаются. То есть вот, ну, это, сами понимаете, все, кто проводит фестиваль, знают, что это не просто песни со сцены, это еще такие бытовые какие-то моменты очень важны, тем более вот для нашей категории. У нас, конечно, есть значит, группа ВКонтакте, сделанная дизайнерами молодыми, все там, и у нас и лейбл, есть свой гимн, который написал Михаил Зимин, да, мы его поем. А в Сыктывкаре сыграем на гитаре. Очень хорошо рифмуется город Сыктывкар с гитарой. Вот. Выпускаем каждый раз красочный цветной буклет, как Леонид Сергеев сказал, что это, ну, буквально, да, он как такой мини-журнал. Там и тексты есть, и высказывания, фотографии, и это очень красиво все сверстано.
как произведение искусства, можно сказать. Каждый год у нас разные буклеты, они, в общем-то, украшают и памятным таким каким-то моментом, да, в папочках уезжает с каждым участником. И маленький альбомчик такой с текстами и с фотографиями. Вот. Что еще нужно сказать? Ну, вот тоже вот у нас в группе ВКонтакте, потом у нас на YouTube есть своя страничка, там и хорошие песни набирает много просмотров, конечно. Все это очень рекламируется, и когда ставятся лайки и так далее, вы это знаете, да, это все техническая часть. Вот главная причина того, что вот как-то в этом году у нас немножко почему-то так немножко поутихло на республиканском уровне. Я считаю, вот мы с Маргаритой Михайловной вчера говорили, что впервые мы проводим заочный этап по финансовым причинам. Республика вот только то, что пришлют нам видеофайлы или аудиофайлы. Все-таки людей привлекает еще вот это именно общение, да, именно вот такой непосредственный контакт с людьми, непосредственное участие, выступление со сцены. Что-то пока у нас, как я вас помните, сказал в самом начале, что у нас в первом конкурсе республиканском участвовал 28 человек. На сегодня пока 8 заявочек всего лишь. До 30 апреля, конечно, время есть. И иногда, знаете, даже последний день там много-много успевают прислать. Но, тем не менее, немножечко мы обеспокоены вот этим фактом, что мало участников. И вот если у кого-то есть возможность, кто знает людей, вот, да, у кого какие-то особенности здоровья, очень просим подсказать, что есть такой конкурс, пусть присылают 2 песни там, ну, у нас положение это все размещено и на сайте общественной организации, и в группе ВКонтакте. Очень просто все это как бы прислать, простая анкета и 2 произведения, если в одной номинации. Но у нас зачастую участвует и сразу в 4 номинациях. Это автор музыки, автор стихов, автор-исполнитель, комбайн, так называемый, когда все пишет. Один человек исполняет, и исполнители песен. Исполнение могут, кстати говоря, вот много было споров и под гитару, вот я говорил, и арфа, и синтезатор, может быть, пианино, вот баян даже играет, почему бы нет. И мы ввели такой момент, что гитарные хорошие минусовые фонограммы тоже мы разрешаем, поскольку вот есть люди, которые душа поет, а физически не могут, например, инструментом. Да, свои особенности есть. Да. Вот мой друг, например, он из Казани приезжает уже много лет. Он когда ремонтировал МАЗ, у него упал вот этот автомобиль, немножечко там придавило, у него ноги отказали, а потом у него был микроинсульт. Он играл на гитаре, а все рука отказала. А песни-то он любит, песни часто выступает, поэтому вот минусовые такие фонограммы мы тоже приветствуем. Хотя очень много было споров по поводу этого. Вы же знаете, что там у Митяева, да, у Розенбаума, там, у многих есть, у Кукина даже есть песни хорошо аранжированные, а песни, тем не менее, с этой аурой, с этой интонацией бардовской, да, эти звучат и хорошо слушаются. Вот такие основные моменты. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Владимир Александрович, у меня к вам предложение. Я есть ВКонтакте, вы можете выслать рекламу фестиваля, да, для заочного конкурса, информацию. Я постараюсь разместить, где смогу, да. Это первое. Я это кто? Я просто звук слышу. Бескупская Екатерина Ивановна, мы сегодня с вами утром общались. Да. Телефон у вас есть, и можете также еще ВКонтакте меня найти. Хорошо. И я хотела спросить, у вас архивы вот эти все сохраняются, ведутся, и взаимодействуете ли вы с авторами? Возможно, вы выпускаете какие-то нотно-поэтические сборники фестивалей? Ну вот кроме буклета, какая-то продукция или сборники у вас выходят? Вот архив сохранен абсолютно весь по годам, даже вот конкретно у меня, не говоря о том, что, конечно, и в организации инвалидов есть. По папочкам, по годам, по папочкам, знаете, даже по городам у меня все абсолютно файлы.
Есть даже, знаете, присылает и очень упрощенные, хотя мы это не приветствуем, там, но на телефон записано, но есть замечательные даже в виде таких видеосюжетов или там клипов, да, это все хранится. Взаимодействуем, звонят, мы даем телефоны, какие-то спрашивают моменты, да, можно это прислать, может быть, вот сейчас, говорят, патриотическая тема очень вроде важна, можно Митяева или там шамана спеть, я говорю, ну, выбирает пусть душа у вас то, что, ну, говорю, я люблю Митяева больше, конечно, или какие-то, знаете, в первых особенно, на первых конкурсах люди, ну вот песни и песни, да, присылают там Добрынина песни, ну, раз минусовки у нас разрешены, ну, говоришь, что это не бардовская, объясняешь, что обижается, да, ваши бардовские вообще там упрощенные какие-то песни бывали, конечно, ну, такие не конфликтные, но все-таки, ну, немножечко напряжение, особенно, которые говорят, я не буду учить бардовскую, ну, говорю, ну, тогда ну, эстрадные, давайте, да, конкурсы подавайте свои заявки. Как таково у нас была идея лучших, может быть, даже вот воплотиться в этом или на следующий год. Есть замечательные записи студийные наших гран-при. Ну, вот один из них, вот Александр Кувшинов, наверное, знаете, да, он сейчас кажется, в Москве живет. И, наверное, вот лучший из лучших у нас выйдет сборник. Пусть он, может быть, даже будет виртуальным, потому что, ну, диски, сами знаете, это уже как винил уходит, так сказать, в Винил историю. уже возвращается. Ну, такой, да, такой плейлист будет лучших песен. Мы это выставим, наверняка. Я попрошу вас тогда давать контакты Национальной библиотеки, можете мои лично. Если кто-то захочет, чтобы мы, ну вот, особенно местных авторов-исполнителей Республики Коми, если кто-то захочет, чтобы мы поработали с их архивами, как-то сделали публичным их творческое наследие, в общем-то, они могут обращаться в Национальную библиотеку Республики Коми, можно конкретно ко мне. Спасибо большое за предложение. Спасибо. Наверное, выйдет такое у нас сотрудничество. Спасибо огромное за внимание. Спасибо вам. Я с удовольствием слушаю и продолжаю слушать. Я вот записки, пометочки делаю, так что Спасибо. я с вами. Мы с вами, Все а вы эти с нами. Спасибо. Давайте мы продолжим работу. Приглашаем следующего выступающего. Евгений Сергеевич Петушок, педагог дополнительного образования, Центр дополнительного образования город Котлас, Архангельская область. Проблемы популяризации творчества северных авторов. Добрый вечер. Можно схватить? У нас всегда вечер. В Котласе, не знаю, как у вас. Смотрите, я такую тему взял, мы с Ириной Генриховной пообщались немножко на эту тему. И с моей стороны, из небольшого города, она выглядит совсем иначе, чем с вашей стороны. Вот сейчас Екатерина Ивановна в своем первом докладе половину вопросов, которые у меня звучали как проблемы, просто сняла. Тем, что они организуют, оказывается, вот эти архивы, поднимают все эти данные, да, и все записи, оказывается, есть. Но начинаете, да. Я имею в виду, что работа ведется. А с нашей стороны не видно, что она вообще, что даже кто-то собирается что-то такое делать. Поэтому у меня, ну там, половину доклада можете сразу и не слушать. Ну, я ее и не скажу. В связи с этим. Ну, смотрите, значит, проблема популяризации вообще современного творчества авторской песни, ну, в том числе и северных авторов, она заключается в том, что низкий уровень образования начался. Смотрите, надо смотреть глубже и дальше, откуда вообще взялась популярность у авторской песни. Что такое авторская песня, как она появилась? В связи с тем, что уровень образования очень сильно вырос, страшно стала популярна поэзия. Много поэтов появилось, которые просто выходят и в концертном зале читают свои произведения. Это было очень популярно. Потом эти же люди сообразили, что а если немножко музыкального оформления добавить к своему творчеству, то получается еще интересней. И появились барды таким образом. Но это я упрощенную версию рассказываю, которая у меня в голове присутствует. Вот. Зарождение всего этого. Андрей Борисович. Потом поделитесь своей версией. Вот.
И смотрите, что дальше происходит. Дальше понемножку Советский Союз рушится, немножко образование, ну, как и все, в общем-то, сферы деятельности и культуры, и все остальные тоже, да, идут на спад. Соответственно, идет провал. Я сейчас вижу, что начинают потихоньку, в том числе и сегодня выяснилось, да, что, оказывается, работа идет, и ну, не так все печально, как я себе представлял. Вот. И получается, что скорее всего, просто недоступна для понимания вот эта вот бардовская история, когда текст находится на первом месте, музыка на втором, а может быть даже и на третьем. Да? То есть как-то с эстрадой, где вообще, как сказать, акцент смещен вообще не на песню, а на личность исполнителя, а может быть на его антропометрические данные и что-то еще в этом духе. Да? То есть, как бы, видите, получается, каким образом я вот такой человек, взявший гитару в руки, да, могу конкурировать с какой-нибудь, я не знаю, Люси Чеботиной, да, которая, если вот так сделает, будут не такие аплодисменты, будет интереснее. Вот, то есть это невозможно. Дальше, смотрите, отсутствует в связи с этой же причиной какой-то человек с гитарой в телевизоре или в медийном поле, очень популярный. То есть его просто нет сейчас. Если можете назвать, назовите. Ну, из тех, например, я занимаюсь... Третьяков? Нет. Ну, давай Третьяков или Нилетто, кто популярнее? Давайте спросим 100 человек на улице, и никто не скажет вам Третьяков. Так вот, максимум это Алена Швец. Максимум. Но к бардовской песне, к авторской песне, я бы не отнес ее произведение. В общем, получается, что за вот эту вот целую гору проблем с популяризацией современной бардовской песни у нас борется какая-то Алена Швец, ну, невольно, как бы она не сама по себе, а просто тем, что она с гитарой существует в этом медийном поле, она как бы привлекает внимание молодежи, например, да, тех же школьников, то есть они такие, о, давайте будем учиться играть на музыкальных инструментах, то есть, ну, плюсики и поставим все равно, да, несмотря ни на что. Вот, и дальше что у нас получается? Получается, нам нужно решать проблему с образованием, учителям больше денег платить, ну и всякое такое, да? Понимаете, о чем я? То есть это не наше поле. Как бы я должен все эти проблемы, наверное, озвучить, да? Учителю на 3 ставки приходится работать, чтобы как-то жить более-менее, да? И всякое такое. Ну, не знаю, как у вас, опять же. И у нас так. То есть я, например, на 3 работах работаю учителем. Мы к вам придем, значит. Вот. И в связи с этим у нас есть несложные на самом деле ходы, которые можно сделать самостоятельно. Тем более, что если у нас вообще спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Это вообще как бы последнего времени самые такие слова, которые каждый день у меня в голове звучат. Я опять же, да, про свою голову все время говорю. Так вот, что можем сделать? Соответственно, вот эта работа, которая начата, просто замечательная. Я, например, как руководитель клуба, да, который занимается с ребятами разных возрастов, мы учим песни, там по-всякому играем на гитарах, на других музыкальных инструментах. Понимаю, что мне нужны эти люди, авторы, чтобы я мог их видеть в интернете, чтобы они, например, как-то объединились, да, и да, мы, например, обмениваемся с ними. Масса форматов есть, которые мы можем легко применять. Мы выучили какие-то песни, записали, человеку приятно, и он это продвигает дальше, и мы это дальше продвигаем. Нам нужна некая сеть, да, а может быть и некие сообщества, объединения людей, которые пишут песни, пишут музыку, пишут стихи. На самом деле все это нужно, чтобы я, например, как руководитель клуба, зашел, посмотрел, пообщался, может быть, с этими людьми, пригласил их на фестиваль в том числе, да. И вот это большая очень, на самом деле, работа, но нужны вот эти вещи, чтобы людей этих объединять в какие-то сообщества, чтобы легче было вести всю эту работу. Вот это выводы, да, я озвучил, середину о проблемах не стал говорить. Вот, собственно, спасибо, скорее не доклад, а просто реплика.
Спасибо большое, Евгений Сергеевич. У меня вот тоже будет небольшая реплика. Я уже начинала об Акуджаве говорить, и вообще этот вопрос, который уже опубликован, буклеты, которые у вас на столах, поездка Акуджавы в Республику Коми в 1974 году. Сейчас я, наверное, включу. Должна быть презентация. Да там на презентацию у меня только фотографии сканированные. Мне бы хотелось, чтобы в нашу резолюцию, которую мы с вами проговорим вот сегодня после кофе-паузы, хотелось бы, чтобы мы могли поразмышлять над таким вопросом. Дело в том, что о приезде талантливых людей, вот на экране у меня только фотографии, это из газет, сканированные газеты «Красное знамя», «Молодежь Севера», «Юготуй», городская газета «Инты-Искра», городская газета «Воркута-Заполярье». И вот у вас в буклете тоже есть сканы из этих работ. Это поездка, вот как раз сыктывкарские фотографии, очень необычные. Первые публикации Булата Акуджавы в местных газетах. Уникальный снимок, где Булат Шалович поет на ЛПК. Вот единственный цех, как мне сказали, где не так шумно, и он прямо во время рабочего дня в 12 часов на одном из станков, вот тут наверху, значит, поднялся и исполняет песни. Естественно, вот интинские фотографии. Пришлось объяснять, почему столько людей в костюмах для московских архивистов вокруг Булата Шаловича. Гости Северной. Он приехал без гитары. Гитары все с подписями Акуджавы. Вот есть одна в Сыктывкаре с подлинным архивом, остались. И, собственно, фотографии переданные, сделанные на фабрике, извините, на шахте Варгашорская. Вы знаете, эта публикация уже была сделана, у вас ссылка дана, но и даже после этой публикации остается очень много вопросов. То есть остается очень много вопросов по тому, что у нас нет ни вот этих записей, говорят, на телевидении они были, ни встреч с людьми, ни интервью. Более того, у меня после публикации больше мифов я коплю. Мне рассказывают, что вот песню «По чертежам души» Булат Акуджава подарил Инте. Московские архивисты нашли мне, что это стихотворение было опубликовано Акуджавой заранее. Но в интинском мифе действительно город ощущается именно через это стихотворение Булата Шаловича. И даже это был болезненный разговор, что это стихотворение было написано раньше, до того, как он приехал в Инту. Разговоры больше, знаете, вот действительно акуджавский миф, он растет и сохраняется до сегодняшнего дня. Но мне верится, что есть еще где-то и записи, люди, которые ходили на концерт, и, возможно, есть более живые какие-то такие, может быть, воспоминания о нем. Хотелось бы, чтобы это были не только осмысления журнальных статей, то, что есть в доступе сейчас для исследования. Вот это все, что я хотела сказать, чтобы каким-то образом, может быть, сделать шире эту информацию для людей, и, может быть, отозвались те, у кого есть чем поделиться с нами рассказами, либо, может быть, даже есть какие-то записи, потому что известно, что записывалось все. Даже вот известно, что, несмотря на то, что Булат Акуджава в 1974 году был лишен возможности выступать, так написано в большом исследователе о нем, и, собственно, выезжать. Он был тогда 10 дней в Республике Коми, и такого вот был квартирник в Инте, где он весь вечер, он 2 дня был в Инте. Но вот все, что могу сказать, это все сведения скупых строчек журналистских статей и фотографий. У меня все. Спасибо за внимание. Сейчас я хочу пригласить Ирину Владимировну Рочеву с докладом доцента кафедры истории России и зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета, кандидат исторических наук. Название доклада «Опыт работы с авторской песней в учебной и внеучебной деятельности студентов». Пожалуйста. Добрый день. Хотела бы поделиться своим небольшим опытом работы в авторской песне со студентами. Я работаю в 2 направлениях. Так, ну, куда нажимать? Получилось, да? Угу. Итак, первое направление — это, собственно, преподавание истории. Мой основной курс — это история России второй половины XX века, как раз тот период, когда авторская песня возникла.
и проходил период своего начального развития. Обычно это называют классической авторской песней. Тексты песен в этом плане для нас становятся вполне релевантными историческими источниками, как высказывания от людей, которые были очевидцами этих событий, этих процессов, гражданами страны и что-то по этому поводу думали. Надо сказать, что барды весьма немного писали о каких-то политических событиях, но иногда некоторые явления в их текстах отражались. На занятиях, как правило, такие тексты хорошо идут как иллюстрации к объяснению каких-то событий исторического плана. Например, когда мы изучаем послевоенную социальную жизнь, я прошу студентов прочитать или цитирую песню Высоцкого «Баллада о детстве» и прошу отыскать в тексте упоминание того, о чем говорили в процессе изучения. Песня очень длинная, и там упоминается очень много всего. И упоминаются коммунальные квартиры, и процессы снижения цен, и рост криминальной активности, и строительство метро, и много всяких разных интересных вещей, которые отразились в советской жизни после военного этапа. Надо только не забыть упоминать, что песня написана через 30 лет после событий, и автор воплотил не столько свой личный опыт, сколько опыт поколения в целом. Например, про 38 комнат и одну уборную – это не его личные воспоминания. Иногда студенты это сами находят, если они не ленивые. Один раз еще пришлось объяснять, там в тексте есть слово «недоносок». Казалось, что никто этого слова уже не знает. И вот я не знаю, то ли порадоваться, что слово ушло из обихода, слово нехорошее, либо пожалеть, что студенты не читают книжки, откуда они могли бы это слово все-таки узнать. При обсуждении борьбы с культом личности в начале 50-х, 60-х годов можно частично процитировать песню Галича, его известный текст про лагерь, когда заключенным объявили, что роль Сталина в истории пересмотрена и нужно ликвидировать памятник. Частично цитирую, потому что там используются не самые приличные выражения автором, поэтому детям я цитировать не буду, а студентам, если сказать, что в песне есть неприличные слова, они моментально нагуглят все сами. Значит, отличной иллюстрацией к экономической политике советского госруководства становится припев песни Юрия Висбора «Рассказ технолога Петухова». Здесь можно проиллюстрировать и политику ракетостроения, и строительство Красноярской ГЭС, а про балет я потом еще раз цитирую в другом курсе уже по истории культуры. При обсуждении эпохи застоя иногда, к слову, приходится Александр Галич, песня «Старики управляют миром», или песня Акуджава «Римская империя времени упадка». Особенно большую радость вызывает строфа про то, что римляне империи времени упадка напивались гадко и так далее. Вот. При обсуждении периода перестройки один раз попыталась процитировать сказание о новых временах в селе Непутевка, но не зашло. Вот с этой точки зрения текст оказался слишком сложен, да, как бы вот уровень образования, да, у нас уже не позволяет такие вещи осмыслять. Еще у меня есть курс по истории культуры XX века, и тут я уже отдельную лекцию выделяю на рассказ о бардовской песне как таковой, как явление культурной и общественной жизни. Я рассказываю за течение лекции о нескольких классиках, включаю примеры песен, также рассказываю о клубах и фестивалях как признаках формирования в СССР гражданского общества. Результаты бывают разные, но в целом студенты смотрят с интересом. Однажды студент признался, что до этого занятия он даже не думал, что бывают женщины-барды. А теперь вот он знает, что они есть. В конце занятия я обычно спрашиваю, какие понравились песни. Фаворит — это, конечно, Высоцкий, потому что его все знают. И песня «Утренняя зарядка», где он стоит на голове, впечатляет всех убойно. Вот. Но вообще результаты бывают разные. Некоторым нравится и новелла Матвеева, Евгений Клячкин даже, и Городницкий. Вот. Ну, очень сложно бывает привлечь внимание именно к текстам песен. Я даю это занятие в процессе обсуждения советской литературы, а даже не музыки. И в конце как занятия обычно спрашиваю, ну что вы в целом думаете теперь об авторской песне? В ответ слышу, ну ничего, так приятные песенки, легкие такие. Это не совсем то, чего я хотела услышать. Вот. Еще у меня есть курс по истории советской повседневности, и здесь бывает полезно процитировать Юрия Висбора, песенку о наивных тайнах, как иллюстрацию некоторых повседневных практик бытовых советских граждан. Здесь речь и о том, как доставали дефицит, и практика такого негласного обмена ценностями какого-то, и обесценивания лозунгов, и такого рода вещи. Иногда само всплывает что-нибудь при обсуждении каких-то советских элементов картины мира и истории повседневности. Второе мое направление — это, конечно, работа в клубе «Причал».
Тут получается наоборот. На парах мы изучаем историю, иногда у меня прорываются цитаты из авторской песни. Тут мы наоборот, учим песни бардовской, меня иногда прорывает на лекции по истории. Главное вовремя остановиться. Вот. Но основное, конечно, в работе — это подготовка песен ансамблем. И здесь помимо раскладки на голоса, разучивания партий, аккомпанирования, которые наши фантастические гитаристы обычно придумывают, мне кажется важным поискать образ, из которого песня будет исполняться. Мы вот задаем себе вопрос, кто мы в этой песне, и как, исходя из этого, строить интонации, делать раскладки и так далее. Есть несколько примеров, которые, на мой взгляд, мне показались удачными, а песня получилась потом хорошо. Например, песни под музыку Вивальди мы строили такой образ оркестра, где каждый голос — это отдельный инструмент, и каждого слышно, но все вместе звучат очень согласованно. Песня «В городе снег» мы строили образ стихии, где выступали уже как какие-то нечистая сила какая-то, которая бегает по городу, буянит, засыпает снегом, валит с ног и так далее. Не очень известная песня «Вазок», она послужила сама по себе, название послужило подсказкой, когда куплет там, и музыка отлично сделана автором Николаем Якимовым, когда в куплете как будто мы этот вазок толкаем в гору, а потом садимся на него и со всей дури едем с горы на нем уже по инерции. Песню «На Перовском на базаре» в прошлом году делали у Владимира Высоцкого. Представлялись, как будто мы местная шпана, которая сидит на заборе и, показывая пальцем, комментирует происходящее. В песне «12-я ночь» необычный был образ. Мы ходили воровать конфеты, потому что мне нужно было добиться результата, чтобы песня звучала тихо, но очень отчетливо. Самый вдохновенный образ, наверное, были гопники. Вот. Тут мы еще костюмы добавляли, потому что это был мини-спектакль. Вот. И песня «Пацанская» Ольги Чикиной очень хорошо пошла. А вот в таком вот виде мы исполняли хор актеров Юлия Кима и на музыку Геннадия Гладкова, извините. И так далее. Я не знаю, насколько эта театральщина помогает ребятам петь, а зрителям воспринимать. Вернее, я знаю, что можно обходиться без этого. Я знаю, что многие руководители отлично просто за счет грамотного применения музыкальных приемов и вокальных приемов выстраивают образ по-другому. Но мне придумывать такие воображаемые мизансцены получается удобнее и интереснее. Я надеюсь, что этот интерес передается и студентам, как говорилось в знаменитом фильме «Формула любви», когда доктор сыт, так и больному легче. Спасибо за внимание. Вопросы потом? Так, я хочу теперь продолжить нашу педагогическую тему выступлением Фролова Алексея Алексеевича. Авторская песня как инструмент позитивной профилактики зависимого поведения. Алексей у нас, Алексеевич, педагог дополнительного образования, муниципального учреждения дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкар. Пожалуйста. Раз. Всем здравствуйте. Я на самом деле хотел бы сказать, что несмотря на то, что я в основном работаю 90% времени педагогом, я на работе тоже остаюсь автором песен. И, в общем-то, мой доклад, наверное, он как бы подтверждает это. Но вообще все выступления, они вызывают какой-то отклик внутренний, живой, особенно по поводу того, что образования не хватает. И я считаю, что вот моя тема, вот она авторская песня как инструмент позитивной профилактики зависимого поведения, очень даже поддерживает эту тему воспитания, потому как я вижу, что авторская песня может быть даже очень хорошим инструментом воспитания как такового. Ну что ж, начнем. Основным адресным возрастом первичной профилактики зависимого поведения является подростковый. В школах проводится определенная работа по профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков, но, как правило, она направлена на учеников старшего возраста и ведется не систематически, а наскоками. Классные часы, акции, декады, в лучшем случае месячники.
Профилактика наркомании чаще всего сводится к выпуску стендов типа «Осторожно, наркотики». При этом основным инструментом в руках педагогов по-прежнему остается страх, а самым популярным методом профилактики – запугивание, что усиливает и без того негативное восприятие мира у подростков. И таким образом традиционная информирующая профилактика становится еще одним стрессовым фактором в их жизни. Психофизиологические особенности подросткового возраста, а именно негативное восприятие запретов, выбор в пользу протестной стратегии поведения, психическая неустойчивость и экспрессивность объясняют необходимость перехода специалистов в сфере первичной профилактики от агрессивного информирующего подхода о вреде употребления психоактивных веществ к позитивной профилактике. Она ориентирована на предложение новых альтернативных жизненных перспектив и стратегий. Что такое позитивная профилактика? Это та форма работы, которая позволяет через развитие личности формировать установки на здоровый образ жизни, не запугивая детей. Согласно концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, цель позитивной профилактики – воспитание подростка, личностно развитого, способного справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ. Программы позитивной профилактики начинают занимать все более значимое место в современной работе по предупреждению зависимого поведения, как во всем мире, так и в нашей стране. Например, программа формирования жизненных навыков школ Австралии, программа клуба «Познай себя» на базе школы 1050 Зеленограда, программа «Первичная позитивная профилактика всех видов химических зависимостей» Московского городского центра по профилактике наркологического клинического диспансера номер 5 города Москвы. При разработке программ позитивной профилактики перед специалистами закономерно встает вопрос о выборе форм и методов работы. Как избежать традиционного для профилактики информирования? Как выйти на формирование у детей здоровых, общественно одобряемых моделей поведения без излишнего навязывания и отталкивающего дидактизма? Сегодня мы познакомим вас с формой позитивной профилактики, которая представлена в качестве внеурочного занятия «Я выбираю песню» социально-педагогического проекта муниципального учреждения дополнительного образования Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи города Сыктывкара «Изменим мир к лучшему вместе». Для успешного решения задач позитивной профилактики в данном проекте одновременно как форма и метод используется концерт-беседа с выступлением авторов и исполнителей песен под гитарный аккомпанемент. При этом на занятиях «Я выбираю песню» могут звучать песни разных авторов и песни собственного сочинения. Цель метода в увлекательной форме – продемонстрировать учащимся яркие и убедительные примеры успешной творческой самореализации и здорового образа жизни. Занятия проводятся в группах по 15-30 человек в форме концерта-беседы в течение одного академического часа. Из поставленной цели вытекают следующие задачи: формирование представления о здоровом образе жизни, формирование личного критического отношения к проблеме употребления психоактивных веществ, выработка групповых норм с негативно характеризующимся отношением к употреблению психоактивных веществ и повышение коммуникативной компетенции подростков. Занятие называется «Я выбираю песню не случайно». Мало говорить школьникам о том, что нельзя употреблять психоактивные вещества и что жить надо здоровым образом. Возникает логичный вопрос: как это? Вот давайте такой интерактив небольшой. Как вы думаете, что такое здоровый образ жизни? Что первое приходит в голову? Спорт. Еще? Сон. Класс. Еще? Здоровое питание. Ну вот, кстати, вы уже назвали такой обычный суповой набор, который называется в каждой школе всеми учащимися. Но на самом деле здоровый образ жизни – это вообще-то гораздо больше. Кстати говоря, это не спорт. Спорт – это довольно нездоровый образ жизни, если уж на то пошло. Ладно бы зарядка еще была, физкультура. И это неправильное питание, не режим дня. Во-первых, способ жизни, жизненная стратегия, личный ответ человека на вопрос, как ему поступать, на что ориентироваться. В данном случае основой позитивного профилактического воздействия становится реализация житейской формулы «Живой пример заразителен». Концерт-беседа представляет собой рассказ педагога о своей творческой биографии. Именно так, на собственном примере, педагог может продемонстрировать свой собственный личный выбор в пользу здорового образа жизни. Проблема.
Проблема этой формы в мультипликативности. Есть такой показатель на конкурсах педагогического мастерства. Так вот, это вот зверь, мультипликативность, связан с тем, что повторить это практически очень тяжело, поскольку этот педагогический метод полностью основывается на яркой личности педагога. Вот теперь надо найти всех ярких педагогов, которые могут это сделать. Ну, и здесь нужна определенная личностная смелость со стороны педагога, поскольку дело не упирается обязательно в авторскую песню, а скорее в данном случае важно, чтобы педагог вообще имел что-то за душой, кроме своей работы. И мог это представить на суд зрителя, что называется, в данном случае учащегося, да, и этим увлечь. Подводя итог описанию используемого метода позитивной профилактики, особенно хотелось бы отметить неисчерпаемый воспитательный потенциал используемого материала авторской песни. Авторская песня часто обращается к описанию выбора жизненного пути, включает в себя философские размышления о жизни и простые житейские наблюдения. Как малый драматический жанр, она увлекает за собой слушателя, формируя особое совместное пространство личного взаимодействия в атмосфере доверия. Несомненно, архетипическая культурологическая связь авторской песни с фольклором. Один из основоположников жанра, Булат Акуджава, отвечая на вопрос, на какой почве выросла авторская песня, отвечает: это, во-первых, наш русский фольклор. Частушка, лаконичная, метафоричная и остроумная, городской романс, солдатские песни. Современная авторская песня выступает аккумулятором культурного кода народа, перенимая эту главную функцию у устного народного творчества. Она по праву становится элементом формирования культурной среды, а значит, современной русской интеллигенции. Таким образом, мы видим, что авторская песня соответствует задаче создания диалогового пространства в рамках позитивной профилактики. Она делает возможной межпоколенную коммуникацию, столь необходимую для передачи жизненного опыта и культуры, транслирования того самого образа жизни, который связан с творческой самореализацией, формированием автономности личности, исключающей прием психоактивных веществ, а также другие виды и формы зависимого поведения. Вопросы? Спасибо. Давайте мы продолжим. Мы приглашаем магистранта Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина, руководителя и педагога по вокалу школы вокала «Артист» города Сыктывкара, Волкову Аллу Евгеньевну. Добрый Доклад день. называется «Методические приемы для развития навыка написания авторской песни у детей и подростков в рамках вокальной студии». Спасибо. Добрый день еще раз. Надеюсь, не устали. Сегодня такие интересные доклады. Вообще так кратко расскажу, что обычно я делаю мастер-классы и делюсь своими наработками именно с коллегами, педагогами по вокалу, которые непосредственно работают с детками. И поэтому сегодня для меня так волнительно. Я очень надеюсь, что вам будет интересен мой опыт. Вот, и вы зададите свои интересующие вас вопросы. Итак, я работаю педагогом по вокалу и коснулась темы авторской песни совершенно случайно. У меня занимаются в основном младшие школьники и дошкольники. И первый раз, когда я начала вообще практиковать эту тему, девочка пришла ко мне на занятие, ей было скучно петь обычные распевки. Ну что же мне было делать, да? Девочка приносила с собой игрушку, и мы сочиняли стихи про эту игрушку и накладывали туда мелодии, которые мы придумали. Таким образом, собрался такой архив из моих личных приемов и упражнений, которые я использую с детками. Их также можно практиковать с подростками, можно адаптировать и использовать в работе со взрослыми, то, что я тоже делаю. Итак, давайте разбирать, да? Конкретное упражнение я вам расскажу. И первое упражнение – это «Я». Оно заключается в том, что дети приходят, ну, будем говорить про младших школьников в основном сегодня, детки приходят на занятия, и чтобы я поняла, какое у них настроение, какое у них состояние сегодня, я даю им задачу исполнить в определенном эмоциональном настрое фразу «это я». Ну, то есть нужно спеть вот эту фразу с тем настроением, к которым они пришли. Это первый вариант. Второй вариант.
я задаю определенный настрой, например, спой это весело, спой это грустно, спой это с удивлением, спой это со злостью. И третий вариант, им больше нравится, когда они уже практиковали это упражнение, и они сами загадывают какой-то эмоциональный настрой, и исполняют, я должна угадать. Вот, с младшими школьниками очень хорошо, и даже дошкольниками это отлично настраивает на занятия. Дальше упражнение «Песня души». Здесь немножко посложнее, потому что нужно обязательно сделать заранее упражнение «Это я», чтобы детки были с этим знакомы. Песня души – это такая некая голосовая терапия, когда я прошу спеть про свое состояние. Это может быть просто мелодия, вообще абсолютно любая, короткая, длинная, неважно, с разными интервалами, монотонно. Все это демонстрирует, в каком настроении пришел ребенок. В принципе, песня души в этом и заключается. Сочинялка, такое название интересное, да? Дети любят такие простые названия, заключается в том, что я, опять-таки, опираясь на уже опыт упражнений «Это я» и «Песня души», например, нажимаю, да, на синтезаторе какой-то аккорд, ну пусть будет до мажор, да, вот, и я говорю, а давай ты вот послушаешь сейчас, да, вот эту музыку этого аккорда, вот это созвучие, и что-нибудь придумаешь в рамках вот этого аккорда. Деткам очень нравится, и у взрослых обычно это очень сложно идет, потому что взрослые вообще сами такие скованные. Но если о детках говорить, они слушают, сначала могут там мимо что-то спеть, вообще любую мелодию, а потом они начинают приучать себя к тому, что слышать вот именно гармонию, созвучие, дружбу вот этих звуков, и они иногда очень интересные варианты исполняют. Конечно, сегодня я вам видео не покажу, но если будет возможность там когда-то с большим докладом выступить или с мастер-классом, как я обычно это делаю, я буду показывать видео. Вот, в принципе, первый блок работы с мелодией – это вот такие упражнения, простые, согласитесь? Вот. Поющие стихи, очень люблю это упражнение, расширяет кругозор деток, и сразу видно, кто какие стихи читает, что вообще читает. Наша Таня – это только как пример, самый простой. Я предлагаю для начала то, что они точно знают, маленький кусочек, буквально четверостишье, и допустим, если я работаю индивидуально, понятно, это будет, как правило, один, максимум два вокальных варианта. То есть я прошу, чтобы на стихи, которые они видят, которые они знают, сочинили мелодию. Как песенку. То есть я говорю, давай мы сделаем из этого песенку. Как бы это прозвучало, как песенка. И если работать в группе, да, и правильно организовать этот процесс, у каждого ребенка будет свой вариант. Одинаковых никогда не бывает. Это очень здорово, мне это очень нравится. Конечно, это очень развивает их, в первую очередь, как личность, да, и во вторую очередь это как дает им свободу импровизации. Когда они трактуют песни, да, когда мы работаем уже непосредственно с репертуаром, это дает мне возможность расширить их видение этой песни и сделать, например, там кавер, да? Вот. И, конечно, это готовит их к тому, что они начнут писать свой текст, свою мелодию и, надеюсь, переступят эту ступеньку из просто детей, которые занимаются вокалом, и станут чем-то более высоким, более широким в плане исполнительства, например, авторами-исполнителями. Вот. А здесь с этим заданием все понятно, да? Тоже просто все на самом деле. Я была удивлена, когда Ирина Генриховна сказала, что она впервые слышит про эти приемчики. Вот. Но я очень рада. Вот. И, конечно же, работа с мелодией – это вот предыдущее упражнение, работа со словом. Здесь цитата Льва Анинского, если вам интересно, прочтите, но здесь именно само упражнение «Замечай». Вот как раз-таки с чего я все это начала. Детки приходят, они приносят, как правило, дошкольники с собой игрушки. Если они не приносят с собой игрушки, у меня тоже есть свой арсенал. Это может быть игрушки, это может быть просто какой-то инструмент музыкальный, картина, неважно, книжка. То есть я прошу как можно больше рассказать о том, что они перед собой видят. Вообще все, что угодно. Таким образом, расширяем словарный запас, сразу виден,
насколько он иногда бывает скудный. И особенно видно, когда семьи, из которого пришел ребенок читающие, у них широкий достаточно словарный запас, они очень хорошо говорят, выстраивают фразы. Конечно, видно, когда даже с младшими школьниками работаем, как проходят уроки литературы. Сразу же я так привет и мысленно передаю, потому что вот именно вот умение, да, коммуникативные вот эти умения выстраивать, речевые высказывания, видеть вообще элементарные вещи, соединять это в какую-то небольшую историю, это огромный, мне кажется, ценный опыт и важный навык для детей, для того, чтобы дальше шагнуть опять-таки в авторскую песню и вообще в мир такого хорошего исполнительства вокального. Вот. Суть этого упражнения такая. Неоконченное стихотворение я использую тогда, когда сталкиваюсь с проблемой, вот не получается рифма. Ну вот не получается. Говоришь кошка, он говорит огурец. Вот. И ты понимаешь, что здесь как-то вот надо вот эту логику ребенку выстроить. Да? Конечно, ты не будешь там, ну как ты так, рифма же, ну вот, а же она, кошка там, не знаю, ложка и так далее. То есть очень замечательное упражнение в стихотворении Андрея Усачева. Вообще мне очень нравится, кстати, стихотворение Дмитрия Сиротина. Я с подростками обычно их использую. Очень образные, очень яркие. Но здесь вот, да, вроде как читаешь, и когда последнее слово там вставляешь, например, про «открой свой секрет», они вроде и в рифму вставили слово, а еще им весело стало. То есть они вот позитивом это подкрепляются там, да. Вот «открой свой секрет». Какой секрет? Ты принес в школу коробку конфет. Секрет я открою, коробку нет, конечно же, да. И иногда, кстати, не сразу понимают смысл, потом объясняешь хихи-ха-ха. Вот. Или, например, вот, да, мне тоже очень нравится. Коту прекрасно спится, коту котлета снится, а рядом спят котята, им снятся котлетята, да. То есть на самом деле очень интересное вот упражнение. Если подобрать правильно, ну вот очень нравится. И я когда вот мастер-классы даю для своих коллег, они, конечно, всегда в полном восторге. Очень мало кто на самом деле, ну вот в эту тему хочет шагнуть, боится, потому что кажется сложно, потому что кажется, ну, неинтересно деткам и так далее. Неправда абсолютно. Вот буквально подобрали несколько таких вот стихотворений, рифма наработалась, позитивный образ, опыт наработался, все. И уже как-то вот логика выстраивается. Это очень здорово работает. Вот так мы работаем с рифмами в плане неоконченных стихотворений. Дальше это, конечно же, визуальный материал. Если мы работаем с дошкольниками, и младшие школьники тоже любят визуал, то есть картинки различные, да, карточки цветные. И здесь я могу просто предложить, ну теперь давай подберем там кошка, не знаю, сами для себя там свою рифму, там книжка, домик, балерина, да, домик, гномик, там балерина, не знаю, Зарина какая-нибудь, не знаю. Ну, то есть мы начинаем продолжать вот этот ряд рифм, не останавливаясь на одной, стараясь расширить еще. Вот, обычно хорошо очень идет в групповых занятиях такое упражнение, приемчик такой, можно разделить на группы деток, да, дать каждому какое-то слово, они придумают свои рифмы. В общем, интересно обычно проходит. Вообще все эти упражнения идут на ура. То есть это точно из опыта могу сказать. Вот. Музыкальные рифмы – это на стихотворные размеры. Да? Хорей, дактиль, ямб. Вот там олень, тюлень, ремень, ступень и продолжаем. Вообще есть такое прекрасное пособие по работе с ритмами, может быть, вы с ним встречались. К сожалению, имени, отчества не знаю, но фамилия Ковалив, называется сборник «Мои первые ритмы». И там для того, чтобы наработать чувство ритма, вот прямо идет цикл картинок. Ну, в принципе, вот даже вот так же, то есть определенного стихотворного размера, там мишка, шишка, книжка и так далее, то есть нарабатывается. И там очень много примеров, в картиночках их можно раскрашивать. Замечательнейший сборник, очень мне понравился, тоже давно его использую. Вот. И таким образом, да, вот идет и логика событий продолжается, это все рифмы. Вот. Конечно же, можно подобрать не только существительные, но и глаголы, и прилагательные, да, чтобы все это влезало. Но это требует прям подготовки хорошего педагога. Вот. Если у вас есть время и желание, конечно, это вы сделаете с интересом, тем более картинки подобрать тоже и распечатать непросто. Так, и когда уже какой-то этап выстраивания рифм прошел, например, получились у нас там рифмы на определенные слова, их можно соединить по определенной теме и
предложить ребенку, чтобы он их соединил в стихотворение какое-то маленькое, пусть это будет четверостишье, там на дереве мишка, в руках моих книжка, смотрит на них мышка. Это начинается всегда очень примитивно. Вот. Ну, я этого не боюсь, я уже знаю, что дальше это пойдет намного все интереснее, и это нужно лишь для того, чтобы сделать шаг, да, сделать шаг, дорога появится, то есть максимально стимулировать. Тем более, когда мы говорим, например, ну вот если сравнить подростков и старший, да, более возраст с дошкольниками и младшая школа, там 1-2 класс, им не всегда это просто делать, да, особенно если они мало читают стихотворений, вот, да, вот именно вот поэзию. А сейчас она вот, ну, не знаю, ну, конечно, вот касательно образования, все иногда бывает очень грустно, но иногда очень все хорошо. Вот опять-таки воспитание, семья, не только на школу, да, в семье очень сразу видно, вот как люди относятся к слову, как они разговаривают, вот. В общем, я поэт, на самом деле, тоже простой абсолютно приемчик, который вот позволяет уже какую-то базу наработать, с которой даже можно дальше работать. И что же мы делаем? Понятное дело, что мы можем. Вот у нас есть какие-то наработки по мелодиям, по импровизациям. Вот у нас есть какие-то даже, можно сказать, стихотворения. Что-то там такое рифмованное даже в какую-то определенную тему. Я могу предложить, и я обычно это предлагаю, давай мы сделаем с тобой песню. Но чтобы сделать песню, надо немножко проанализировать, что такое песня, да, из каких частей она состоит, вот, то есть как они называются, опять-таки, да, если с детками прям, это куплет, это припев, там, когда начинаешь про бридж говорить, там, а что это, ну, в общем, интересная тема тоже. Как правило, да, вот если у нас есть какие-то там, ну, допустим, три четверостишья на определенную тему, они в определенном размере, они сочетаются друг между дружкой, мы делаем такую схему, структуру песенки, да, куплет-припев, куплет-припев. Припев же он, как правило, одинаковый текст, одинаковая мелодия, да, и вот у нас получается вот такая же какая-то маленькая вот песенка, которую сочинил сам ребенок. Я максимально не прикасаюсь к материалу, то есть я не подсказываю слова максимально. Я даю возможность, там, например, вариативность. Ребенок может выбрать, да, и вот это максимально то, что получается первый шаг вот к тому, чтобы ребенок сам через себя пропустил свои слова, из своего словарного запаса, из своего кругозора, то, что он видит, то, что ему интересно. И получается вот такая вот маленькая песенка. Я быстренько подбираю аккордики, буквально там простейший какой-то аккомпанемент, и мы делаем первую песенку. Обычно это прям, да, я снимаю это на видео, отправляю родителям. Ну, как всегда, мне там спасибо, Алла Евгеньевна, так здорово. Но, как правило, у детей очень большое вот такое вот озарение, что они могут это сделать. Такое же озарение бывает у взрослых. То есть со взрослыми я тоже так работаю, когда вот нужно как-то их немножко раскрыть побольше. Но об этом не буду больше говорить. То есть именно детки, подростки, с подростками немножко по-другому, но там надо учитывать, да, их возрастные, психологические особенности. Но в целом вот вся база моя, по которой я работаю, упражнения делаю, вот, чтобы ребенок почувствовал себя уникальной исполнительской личностью, да, почувствовал, что вот он может говорить про этот мир, он может это делать. Вот, в принципе, вот такой вот у меня набор упражнений. Спасибо большое за внимание. Жду ваши вопросы. Спасибо большое за выступление. Я думаю, что вопросы, которые возникнут, мы сможем потом задать. Да? Нет, не сможем, я уйду, к Вы сожалению, сейчас. Да. Ну, не сейчас, после еще докладчика, я еще послушаю с удовольствием. Вот. Есть еще Но чуть-чуть если время что, я подумать. есть, если что, везде. Ирина Генриховна на меня ссылочку даст. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Так. Ну и у нас остался сегодня уже завершающий доклад. Докладчик Кузнецов Лев Викторович, звукорежиссер, нам всем известный и уже мастер-класс со мной проведший. Он нам расскажет об особенностях работы звукорежиссера на фестивалях и концертах авторской песни. Очень важная тема. Город Москва. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что я здесь. Я очень рад к вам доехать из Москвы. Я, когда согласовывал
название доклада, я специально попросил организаторов, там вместо слова звукорежиссер стояло другое слово. Я специально подчеркнул, что это должно называться словом звукорежиссер, потому что звукорежиссер, в отличие от остальных людей, работающих со звуком, работает с звуковым образом. Не с физической волной, а с тем, что именно эта звуковая волна вызывает в голове людей. То есть, если еще короче, звукорежиссер работает с людьми. И именно это на самом деле очень многие мои коллеги как-то упускают из виду, что гораздо важнее не то, какие ручки на пульте мы крутим, гораздо важнее то, как именно мы в ходе этого процесса общаемся с другими людьми. А общаемся мы на самом деле очень много с кем. Кроме непосредственно слушателей и артистов, мы общаемся с техниками сцены, мы общаемся с организаторами мероприятий, а это бывает едва ли не важнее, потому что именно организатор нам ставит задачу, что, собственно, делать. И чаще всего именно организатор мероприятия, извините за приземленные подробности, нам платят деньги, поэтому он, в общем, вправе ставить нам задачи. И сейчас я сразу прошу прощения, что сегодня, поскольку у меня 10 минут, я не успею дойти до конкретики, и я всегда буду рад потом как-то держать связь с теми из вас, кто интересуется, и отвечать на вопросы уже более приземленные. И второе, за что я хочу попросить прощения, это за то, что мне все-таки тоже не удастся уйти от вопроса, что такое авторская песня, хотя я очень старался его не трогать, но не получится. Так вот, звуковой образ. Артист, играя на гитаре и поя песню, создает первичный звуковой образ. Это то, что безо всякого звукоусиления возникает в ушах у слушателей. Как только в дело вступает весь наш вот этот вот электрический тракт, акустические системы, и это все снова превращается в звук, в голове у слушателя возникает вторичный звуковой образ. И здесь очень важна разница между звукозаписью, звукоусилением и трансляцией, потому что звукозапись – это ситуация, когда вторичный звуковой образ звучит и в другой комнате, и в другое время. Трансляция, вот то, что у нас сейчас на YouTube идет, это ситуация, когда вторичный звуковой образ звучит хоть и практически в то же время, но в другой комнате, а звукоусиление, это непосредственно моя сегодняшняя тема, связано с ситуацией, когда вторичный звуковой образ звучит в то же время и в той же комнате и непосредственно взаимодействует с первичным, доставляя нам кучу дополнительных сложностей. И ладно бы только нам, артистам тоже. И мы наконец-то подошли к специфике, чем же отличается все-таки наша авторская песня от любой другой живой музыки, звукоусилением которой нам тоже доводится заниматься. Отличается она, на мой взгляд, тремя вещами. Авторская песня – это песня, как уже говорили мои коллеги передо мной, личностная. Нам интересен тот человек, который стоит у микрофона, а не только лишь его слово и музыка. Поэтому, когда мы взаимодействуем с ним, нам очень важно, разговаривая с артистом словами через рот, давать ему понять, что это так, что он нам интересен не только как артист, но как человек. Будет здорово, если перед концертом или каким-то мероприятием мы сделаем какую-то, условно говоря, домашнюю работу и поймем, с кем мы будем работать, что это не только что это за артист, но что это за человек, чем он отличается от всех остальных. И это сразу расположит нас, человека за пультом, и его, человека перед микрофоном, друг к другу. И это сразу очень сильно поможет
успеху коммуникации. Я все на самом деле буду сводить к успеху коммуникации. Все состоялось, когда, ну, как пел Георгий Васильев, и мы об одном всю жизнь мечтали, быть понятым и понимать. Не только он это пел, но просто сейчас его цитата мне вспомнилась на эту тему. Успех коммуникации – это на самом деле ключевой фактор, ключевой критерий «получилось, не получилось». Личностная песня. Фактор второй, самый, наверное, главный. Наш жанр – это самодеятельная песня. А это означает, что артист не является профессиональным артистом. Ну, в отдельных случаях он может им являться, но мы не вправе на это рассчитывать. И мы при работе с любой другой музыкой, при работе с эстрадой, при работе с фольклором, при работе с академической музыкой, все-таки вправе рассчитывать, что артист на той стороне действительно профессиональный артист. Если мы озвучиваем эстрадный концерт, и артист, допустим, не умеет держаться относительно микрофона на сцене, мы можем сказать, у нас ничего не получилось, потому что артист плохой, негодный, потому что на его стороне было все плохо, а значит, дальше будет все плохо. В нашей ситуации, когда артист самодеятельный, это правило игры, что он, вообще говоря, этого не умеет и уметь не обязан. И мы уже не вправе говорить, что вот он такой неумелый, и поэтому у нас не получилось. Наша задача – помочь ему, даже такому неумелому, все равно прозвучать со звукоусилением хорошо. И способ, которым очень люблю пользоваться лично я, и который почему-то незаслуженно мало используют многие мои коллеги, это, опять же, разговаривать словами через рот с артистом, что называется, проактивно. То есть не реагируя на слова артиста. Очень многие звукорежиссеры слова не скажут в свой толкбэк-микрофон, пока артист сам с ним не заговорит. Я люблю в некоторых случаях, если мне это нужно, начинать разговор с артистом через рот сам. То есть если я вижу, что артист, допустим, усаживается на стуле, поправляет микрофонную стойку, и я вижу, что он ее поправляет не очень хорошо и некому помочь, я просто сам словами скажу: немножечко, пожалуйста, сдвинь, или сдвиньте, если она вы с этим артистом, сдвиньте стойку в сторону вашей правой руки. И я эту проблему в некоторой мере решу, не крутя никаких ручек на пульте. И на самом деле вот это общее правило, что если я могу какую-то проблему с нашим звукоусилительным трактом решить до нашего пульта, решить раньше, то есть на уровне микрофона, артиста, организатора, лучше ее решить раньше, не пытаться решать ее на пульте. Это будет продуктивнее и эффективнее. И третья особенность нашего жанра по сравнению со многими другими: авторская песня – это поэтическая песня. Там не просто тексты песен, но там, как правило, стихи поются. А это значит, что если мы в других наших жанрах нашим звуковым образом вторичным обязаны подчеркнуть музыкальный, ну не то что обязаны, ну по крайней мере традиция, что хорошие звукорежиссеры вторичным звуковым образом подчеркивают музыкальный образ произведения. Если музыкальный образ диктует какие-то картины, то я ручками на пульте как-то могу эти картины нарисовать. То в нашем жанре не только музыкальный, но и поэтический образ мы имеем право, и мне кажется, даже больше, чем имеем право, мы можем и регулярно это делаем, подчеркнуть нашими средствами ручек на пульте. В этом смысле я очень люблю работы моего прекрасного коллеги из города Казань Валерия Мустафина, который много десятилетий работает как звукорежиссер и звукозаписи, и звукоусиления с авторской песней, и который, на мой взгляд, является очень большим мастером
именно в этом вопросе. Он умеет звуковым образом подчеркнуть образ поэтический, который заложен в ту или иную песню. Он прекрасно образован в области поэзии, он слышит стихи, которые звучат, и даже если речь о таком импровизационном, что называется, звукоусилении, когда звукорежиссер сидит за пультом, допустим, на фестивале и слышит песню в данную секунду первый раз в жизни, то он все равно успевает не только прислушаться к музыке, но и прислушаться к стихам и подчеркнуть поэтический образ звуковым вторичным образом в тот самый момент, когда они звучат. Это, на мой взгляд, высший класс. Я стараюсь по мере сил сам к этому стремиться. И последнее, наверное, что я сегодня успею сказать по поводу именно вот этого взаимодействия человека с человеком в области концертной звукорежиссуры в нашем жанре, это вот что. Большая часть этого самого взаимодействия, на мой взгляд, может и должна идти не в момент фестиваля или концерта, а до него. На самом деле вот эта домашняя работа, которую мы делаем перед мероприятием, она тоже в первую очередь коммуникативная. Хороший звукорежиссер сам проактивно свяжется с организатором и спросит, что есть на площадке, каких артистов озвучивать, что эти артисты требуют. Опять же, в профессиональной музыке мне пришлют документ под названием «Технический райдер». И если мне его не пришлют, я могу сказать: сам дурак, сам виноват, потому что не прислал. В самодеятельной песне я не вправе рассчитывать на то, что мне напишут техрайдер. Мне надо его проактивно для себя выяснить. Ну, по крайней мере, я считаю, что мне стоит так поступить. Если я не могу, допустим, у организатора получить этот райдер, то я очень часто не ленюсь и просто связываюсь напрямую с артистом. Я знаю, что я этого делать не должен, не обязан, но мне так спокойнее. Особенно если это артист, которого я люблю и ценю. Лично я, вот конкретно Лев Викторович Кузнецов из Москвы, очень счастливый человек, потому что я, как правило, работаю за пультом с теми артистами, кого сам люблю и ценю. У меня почти всегда это так или иначе по любви. Я понимаю, что не все вправе рассчитывать на такую роскошь, но, не знаю, ну завидуйте мне. Вот. У меня в этом смысле все хорошо. Но даже если это какой-то совершенно чужеродный и не близкий мне артист, все равно часто мне бывает полезнее сделать в ходе своей домашней работы вот эти вот две итерации, позвонить организатору, спросить техрайдер, организатор скажет: а что это вообще такое, я ничего не знаю. Тогда я говорю: тогда, уважаемый организатор, дайте, пожалуйста, мне прямой контакт артиста, куда написать. Кстати, важное замечание: написать. Эти вопросы категорически не советую решать голосовыми разговорами по телефону. Я очень советую эти вопросы всегда решать в переписке, потому что переписка остается перед глазами. Это прям важно. Так вот, соответственно, спросить у организатора, как мне написать артисту, списаться с артистом и понять, что будет нужно. Оказывается, что вот эти соображения, которые я сейчас изложил, насчет коммуникации, насчет вот этого взаимодействия по любви, насчет проактивности с моей стороны как звукорежиссера и насчет вот специфики нашего жанра, что вот это личностная песня, самодеятельная песня, поэтическая песня, на поверку оказываются важнее, чем все микрофоны, пульты, провода, частоты и все такое прочее. По крайней мере, из моего опыта так. Я, к сожалению, сегодня, будучи ограничен нашим регламентом, подробнее в каждый из этих вопросов
углубиться не смогу, но мои контакты можно найти через Екатерину Ивановну или через Ирину Генриховну напрямую, и я буду рад оказаться полезным тем, кто попросит меня какой-то помощи или просто какие-то вопросы задать. Спасибо вам большое за внимание. Вопросы здесь и сейчас, может быть, мы успеем какие-то или нет? Лев Викторович, я думаю, что мы можем сейчас переместиться в помещение, Тогда где спасибо. нам накрыто кофе, чай, и заодно пообщаться. Да? Это будет, возможно, и приятнее даже, да? Близкая коммуникация. Мы встречаемся здесь на обсуждении, на круглом столе для формирования резолюции через 20 минут. То есть, ну, грубо говоря, без 20. Так, а сейчас прошу всех за мной. Фотографироваться прямо сейчас. Нет? Нет. Нет желания. Ну ладно. Ладно. Екатерина Ивановна,
Так, давайте мы присядем. Попрошу потихонечку присаживаться на свои места. Мы давайте сначала, может быть, вот на 1 минуту, 1-2 минуты небольшую реплику попросил педагог дополнительного образования. Проблемная реплика, да. Да, IT-куб города Сыктывкара, Андрей Борисович Конов. Пожалуйста, у вас есть 2 минутки, потом мы ответим на Да. вопросы. Попросим озвучить их из чата. Уважаемые участники, хотелось бы поднять еще одну интересную проблему. Это сочетание современных цифровых технологий и культуры авторской песни. Но вроде бы вещи, надо сказать, не сочетаем, потому что если мы возьмем с вами сквозные цифровые технологии и цифровую трансформацию, такие как блокчейн, большие данные, технологии виртуальной дополненной реальности, ну, вроде бы они с культурой, может быть, разнятся немножко, да, потому что это, ну, такие технические совсем вещи, как программирование, там, обработка каких-то больших, да, анализы, вычисления математические и так далее. Но с другой стороны, на самом деле, как бы сами технические проекты, которые создают в том числе и дети нашего центра цифрового образования, дети IT-Куб, они без содержательной части, да, они смысла не имеют. И зачастую есть такая проблема у детей, это не как сделать, а что сделать. То есть какие смыслы заложить в свой проект. Ну вот у нас есть такой опыт, например, связанный как раз с авторской песней. У нас есть команда ребят, которые делают в приложение в технологии дополненной реальности, работающая по принципу сканирования определенных маркеров, определенных таргетов. При этом на маркерах появляются у нас какие-то объекты, в данном случае это 3D-нотки, и в самом приложении внутри по этим 3D-ноткам можно увидеть, во-первых, как должен быть выставлен аккорд, во-вторых, звучание этого аккорда, и можно посмотреть фотографию прямо непосредственно с расстановкой пальцев на гитаре, что иногда бывает для начинающих ребят, которые обучаются авторской песне, ну, достаточно сложно. Ну, такая как бы помощь для детей. С другой стороны, как бы, поскольку это цифровые технологии, они доступны любому ребенку на андроиде, на смартфоне, то есть любой ребенок может себе закачать, пользоваться этими вещами. Естественно, вот у нас команда, она такая, скажем так, смежная с командой гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина с КЛАПом. То есть двое ребят из КЛАПа разработали на маркеры. Маркерами являются портреты известных бардов, Окуджава, Висбора и так далее. И второй маркер, который они разработали, это стенд с аккордами, с набором базовых аккордов. Я попрошу сейчас вывести, вот вывели его на экран, вот такие вот аккорды, например, да, и как правильно расставить эти аккорды на гитаре, как они должны правильно в идеале звучать. Это звучание тоже было записано при помощи как раз ребят клуба гимназия Пушкина, ну а наши детки сделали вот, я сейчас подойду и покажу, как это выглядит. Естественно, это все скачивается, устанавливается, распространяется абсолютно бесплатно. А вот мы готовим сейчас 3-ю окончательную версию данного приложения, где будут сочетаться еще и песни бардов, наших классиков интересных. Ну и надеюсь, что на следующей конференции ребята смогут представить свой опыт и непосредственно вот это приложение в готовом формате. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну что же, мы завершили работу нашей конференции, но у нас поступили несколько вопросов. Давайте мы их озвучим. Скажите, как удобнее? Мгм. Будет ли нам видно? Если необходимо, могу озвучить. Давайте, хорошо. Вопрос от Василия Филимонова. Вопрос Ирине Генриховне.
Доступен ли архив КЛАПа? Спасибо за вопрос. Хочется сказать, что первые 15 лет архив доступен, он находится в мультимедийном диске, там отобраны фотографии, записи песен, видеоархив, аудио, программки, сборники, издания, тексты стихотворений. Вот получается, 92 по 2006 год, он находится в приличном, хорошем виде. Этот диск копируется на одном жестком диске, получается, на одном диске, да, он собран. Но, к сожалению, дальше весь архив, он представляет собой уже цифровой, большой архив, он систематизируется по годам и выставляется по мере необходимости, по какому-то событию, по аналогии, по ассоциации, либо по запросу. Если люди вспоминают что-то из прошлого, то оцифровывается из видеозаписи. То есть они все существуют, но не находятся в свободном доступе, вот так скажем. Спасибо за вопрос. Следующий. И еще есть, наверное, это предложение от Людмилы Великорода. Возможно, собирая заявки в виде видео и аудиозаписей для конкурсов фестивалей авторской песни, стоит прописать в положениях: согласен на сохранение в национальную видеотеку и какие-то формулировки для возможности затем хранения этих данных без дополнительных соглашений для упрощения работы. Спасибо большое за дополнение. Благодарим. Да, это можно руководителю сразу фестиваля республиканского передать такое примечание для положения. Спасибо. Все. Все, да. Спасибо всем участникам подключения дистанционного. Сейчас мы попрощаемся со зрителями. Благодарим вас за интерес к нашей конференции, за вопросы. Просим только остаться на связи докладчика Владимира Александровича Гаранина для того, чтобы мы подвели итоги и составили резолюцию нашей конференции. Так, Да. Вот еще мне подсказывают, что нужно еще попросить остаться еще заведующий сектором по народному творчеству Усть-Куломский район Ева Васильевна Синькина. Просим вас тоже задержаться в нашей трансляции. Остальным благодарим за интерес, ждем на следующую конференцию.